буду вести третье заседание дискуссионного клуба. Очень хорошо, что у нас народу прибавляется, люди даже заранее приезжают. То есть мы немножко вызываем интерес. Руслан, я вас приглашаю. Я представлю наших сегодняшних участников, но начну с самой темы сначала нашего заседания. Это тема, которая сейчас обширно обсуждается в республике. Тема обязательного изучения башкирского языка в школах. Значит, она достаточно широкая. Я акцентирую внимание вот на чем. Чтобы нам не уйти в бесконечную академическую дискуссию и исторические, значит, дебри, я акцентирую вот внимание дискутирующих из зала, которые, безусловно, будут принимать участие в дискуссии, на том, что мы сегодня обсуждаем именно тему обязательного или необязательного изучения башкирского языка в школах. Значит, сегодня у нас Алексей Нефедов, представитель вегетарианской партии России. Этот работает, нет? Они по очереди работают. Значит, Алексей выскажет свою точку зрения на этот вопрос. И по другую сторону стола Руслан Габасов. Я затрудняюсь корректно его представить, но скажу так, наверное, многим известный активист башкирских организаций, очевидный сторонник, значит, изучения башкирского языка в школах в обязательном порядке. Мы не случайно подбирали спикеров. Значит, помимо того, что это люди абсолютно грамотные и понимающие вопросы, они, в общем-то, находятся на достаточно противоположных позициях. И цель вообще этой дискуссии в том, чтобы найти какую-то здравую точку зрения, здравое решение этой проблемы. Сейчас порядок у нас будет такой. Мы даем каждому из спикеров слово, значит, на 15 минут высказать свою позицию, дать понимание для нас своего отношения к этому вопросу. И потом, значит, будет ряд вопросов, которые я им задам обоим. И в финальной стадии мы пообщаемся с залом, значит, из зала вопросы, разъяснения, позиции и так далее. Да? То есть я прошу следовать регламенту, который буду регулировать я на самом деле, значит, и подчиняться дисциплине. Не определяя приоритет позиции, потому что лично я занимаю где-то среднюю позицию, скорее не определившись. Я вот разыграю сейчас при помощи денежного знака, кто будет первым. Орешка или орел? Орел. Вы первый. Ну, я памятую о том, что прошлые дебаты получились немножко унылыми, сегодня попытаюсь поразжигать. Вот, у меня выступление будет состоять из двух блоков. Значит, сперва экономический, а потом что-то вроде бизнес-консультаций. Вот. Значит, я посчитал в прошлом году, сколько я заработал и сколько я заплатил налогов. Вот. Я заработал 2,45 миллиона рублей, вот, из них получил 1,73 на руки, и, соответственно, 0,72 миллиона у меня под тем или иным предлогом забрало государство. Вот. Это где-то, значит, 35% от того, что я заработал, или 41,6% от того, что я получил на руки. Ну, то есть видим, что у нас отбирают довольно много денег. Теперь прикинем, как их тратят. Вот. Из бюджета на 2017 год в 16 триллионов рублей на нужды образования тратится 595 миллиардов. Это 3,5%. Вот. Ну, я тут не упоминаю об образовании, потому что мне запрещено пользоваться бесплатным российским образованием, медициной. Вот. Поэтому говорим только об образовании. Дальше. Что я получаю за вот эти вот 3,5% бюджета? Если я хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, получал обязательно среднее образование, я должен оплачивать здание школы, я должен оплачивать здание РЭНО, ГРАНО, Министерство образования Республики, Министерство образования Российской Федерации. Я должен оплачивать огромное количество бюрократов, которые регулируют весь этот образовательный процесс. Вот. Я должен оплачивать дорогостоящую процедуру ЕГЭ. Вот. В самой школе я оплачиваю директора,
там, завхоза, охранников, поваров, вот, и кучу другого народа. Сколько, собственно, из всего бюджета образования у нас идет непосредственно на оплату учителей? Ну, дай бог, если 10%. И, наконец, из этих 10%, ну, по-хорошему, надо делить еще примерно на 20, потому что в зале 20 человек, и я получаю где-то 1/20 времени и внимания преподавателя. Вот. То есть видим, что, в общем-то, отобрав у меня кучу денег, государство их использует на обучение детей с ничтожнейшим КПД. И тут еще появляются какие-то ребята, которые говорят: слушайте, как здорово, у нас государство учит нас там, лояльности к режиму, и школьники массово бегут к Навальному. У нас государство, значит, учит нас православию, и школьники, значит, будут ловить покемонов в церковь. А давайте оно еще будет учить нас башкирскому языку и культуре. То-то у нас будет массовая, значит, любовь наших детей к башкирскому языку и культуре. Вот. То есть общая, значит, позиция с точки зрения экономики, что вот эта вот наша огромная неповоротливая монополия государственная действует крайне неэффективно. И если мы поручим ей такой ответственный вопрос, как обучение детей башкирскому языку, то оно, конечно же, приведет к нему настоящую ненависть. Вот. Даже у башкир, не говоря уже о детях лиц нетитульной национальности. И на этом я хотел бы первую экономическую часть своей завершить. Теперь пойдет бизнес-консультация. Что, собственно, делать башкирскому националисту, который искренне горит своим языком, своей культурой, считает их великими и хочет, чтобы люди это все знали, чтобы они этим гордились? Вот. И как же ему поступить, если не поручать это государству? Ну, конечно, надо изучать экономику и прежде всего маркетинг. Если у вас есть какой-то товар, про потребительские свойства которого клиент не очень-то в курсе, первое, что нужно сделать, это создать у потенциального клиента потребность в этом товаре. Вот. Тут можно действовать методом кнута, методом пряника. Вот. Метод кнута нам отлично продемонстрировала в 80-х, начале 90-х годов Прибалтика. То есть они создали крайне некомфортный режим для русских. Мы не разговариваем на языке оккупанта. Если там двое прибалтов, один русский, то они разговаривают на каком-то, значит, своем языке, русский ничего не понимает. И так далее. То есть очень такая хмурая, неприветливая обстановка. То же самое можно, в принципе, сделать и в любой национальной республике России, в частности, в Башкирии. Там пришел русский на рынок, обратился по-русски, заломи ему космическую цену. Если у тебя имеется какой-то бизнес, сделай дресс-код, там, башкирский национальный костюм. И так далее. Там, обращайся при каждой возможности к русским на башкирском. Вот, тебе спросили, значит, по-русски пройти в библиотеку, ты ему отвечаешь по-башкирски, что ты по-русски не понимаешь. Но, конечно, если действовать таким путем, то ничего, кроме погромов, такой благонамеренный националист не дождется. Поэтому нужен еще и метод пряника. Если, значит, русский выучил одно башкирское слово, и его в своей речи упомянул: все, он душка, он свой, он наш человек, мы будем его облизывать, вот тебе это, значит, скидка на том самом базаре, пойдем обсудим какие-нибудь стихи Мустая Карима, а вот мы в воскресенье собираемся в башкирский театр, пойдем, вот, я тебе подскажу, не поймешь, и так далее. То есть вовлекать ненавязчиво именно вот, в круг общения и показывать ему, что раз он любит, уважает башкирскую культуру, готов изучать башкирский язык, то значит, он здесь человек привилегированный и вообще уже вот. На самом деле вот, региональная такая местечковая идентичность — это довольно востребованный продукт на рынке. И любой русский будет, в общем-то, счастлив в общении с каким-нибудь, не знаю, москалем,
сказать, ну вот как говорят у нас в Башкирии, дальше изречь банальность на местном языке и сказать, ну я не знаю, как это точно перевести на русский, потому что оттенки смысла потеряются. Вот. И он уже будет чувствовать себя выше этого зажравшегося москаля, который башкирского не знает. Алексей, у вас есть 5 минут еще? Да. И я... Про школы. Мы говорим все-таки про обязательность, необязательность изучения детьми и аспект, например, Так вот, влияния родителей на это. дальше. Когда вы сумели продать башкирский язык, башкирскую культуру взрослому, когда он понял, что ему это нужно, он уже задумывается, черт, а ведь моему ребенку тоже здесь жить. И он либо будет учить его сам, либо он наймет ему учителей, либо он запишет его на курс башкирского, но он прекрасно сумеет распорядиться своими ресурсами самостоятельно. И это будет гораздо более эффективно, если человек будет там ходить в кружок, не знаю, песни и пляски башкирской, чем если он будет посещать какие-то трудные школьные уроки, где ему будут читать там, ОБЖ, тут же рядом какую-нибудь православную культуру, и тут же рядом башкирский. Это будет нечто одинаково занудное, и выносить он будет из этого ровным счетом ничего. То есть, понимаете, я не буду слишком сильно возражать, если вы скажете, нет, мы непременно хотим делегировать обязательное обучение детей башкирскому государству. Вот, пусть оно бездарно, значит, профукает наши деньги. Ну, в конце концов, я считаю, что государство из-за своей неэффективности так или иначе разорит довольно быстро. Про роль государства мы говорим отдельно, у меня отдельным образом прописано. Все-таки сформулируйте свою точку зрения. Как вы считаете, в целом разумно вводить и иметь в новое обучение обязательное изучение башкирского языка на территории Башкортостана для всех школьников? Я очень четко формулирую. Или не считаете это необходимым? Я считаю это крайне контрпродуктивно. То есть, если вам такая шапот ударит, и вам удастся пробить это на законодательном уровне, да за бога ради. Но вам же будет хуже. Именно башкирскому языку и культуре будет хуже. У нас сейчас уже на законодательном уровне существует. Вопрос в том, насколько вы считаете необходимым, или вы считаете сделать необходимым добровольно, там, или там, необязательным, как угодно это вариант. К счастью, у нас в стране есть возможность просто забрать ребенка на домашнее обучение. И именно эту тактику я считаю единственно приемлемой для любого разумного человека. Вообще не доверять государству, отдавать ребенка, не говоря уже о языках. Есть еще 3 минуты. Ну, я прибегу для ответов на вопросы. Окей. Да, значит, мы немножко даже глубже заглянули в сторону роли государства в этом аспекте. Я все-таки в первом выступлении от выступающих потребовал бы от Руслана тоже высказывания личной позиции, ну, либо консолидированной позиции, скажем, группы людей, которых они представляют, именно по вопросу обязательности, необязательности изучения. Ну, естественно, обосновать. Все, теперь слово Руслану Кабасову. Очень интересно слушать собеседника, такие суждения. Ну, в первую очередь я хочу напомнить, что мы все живем в правовом государстве, в демократическом правовом государстве, где есть законы, которым мы все подчиняемся. Вот. У нас есть Конституция Российской Федерации, которая наиглавнейший закон в нашей стране, ей подчиняются все, как я уже упоминал, от окончания президента. Также наша страна является федеративной по своему устройству, где есть все субъекты, которые между собой равны, которые состоят из краев, областей, также республик, по-другому государств, национальных государств. Они все имеют свои конституции, имеют свои законы, которые приведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и не противоречат ему. То есть, и в Конституции Российской Федерации, то есть если я вот все это юридически как бы говорить, да, то в статье 68 говорится, что республики вправе Конституции Российской Федерации устанавливать свои государственные языки. Это в Конституции главное нашей Конституции. Вот. И Башкирия, насколько я понимаю, воспользовалась этим правом. Да, совершенно
совершенно верно. То есть все национальные республики этим воспользовались, и как бы в том числе и Башкортостан. Вот. И также в Конституции 26 говорится, что каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка, общение, воспитание, обучение, творчество. Вот. То есть это о чем говорит? О том, что как бы то оно ни было, есть законы, которым нужно подчиняться. Если брать законы ГИБДД, да, то есть если бы мы все им не подчинялись, то наступил бы хаос на дорогах. То есть было бы право пассивного. То есть многие были бы ущемлены. То же самое и, соответственно, и законы об образовании, тем более в национальных республиках. Я почему говорил о том, что почему я за то, чтобы в национальных республиках государственные языки были обязательны для изучения. Дело в том, что народы, сейчас у нас идет все-таки очень сильная глобализация, и, если честно говоря, народы ассимилируют очень быстрыми темпами. Если еще, скажем, 100 лет назад все башкиры знали башкирский язык, абсолютно 100%, то сегодня это уже, практически, там, насколько я помню, это около 80%. Знают, 20% уже не знают своего языка. Вот. И такие темпы, они все больше и больше ускоряются. Что хочу еще сказать. Почему наш башкирский язык входит в языковую русскую группу, знание которого дает ключ к тому, чтобы знать другие языки. То есть, если вот вы начали вообще остро как подняли тему, что в национальных республиках могут ущемлять русских, переходить на свой язык, взяли пример Прибалтику. Ну, если честно, Прибалтику, конечно, оккупировало государство. То есть, давайте прямо смотреть в глаза, как оно и было. Да. То есть, когда... То есть это неправда, вы говорите. Почему не Не надо было... Ребята, давайте не перебивать. Пока не будем перебивать, дослушаем, потом все выслушают. Давайте я буду решать, что можно, что нельзя здесь, ладно? Иначе хаос будет. Вот. И, соответственно, им есть на что обижаться. Но это как бы исторический факт. Вот. Но Республика Башкортостан я как бы не вижу. И вообще в нашей стране дается право тем национальностям, которые проживают в обучении на сохранении и развитии, самое главное развитие, потому что одного сохранения этого мало. Если не будет развиваться язык, если не будет он пошагово в дальнейшем развиваться, то он просто умрет. Поэтому для развития языка я считаю, что обязательное изучение должно быть введено в школах, и оно у нас введено как государственное, то есть как родной язык, да, согласен, это нужно по выбору. Родители, то есть выбирают татарский язык, да, родной язык. То есть каждый должен предоставлен быть обучение согласно инструкции народного языка. Но государственные языки должны быть обязательны и в равных часах. Потому что два государственных языка, русский и башкирский. И, соответственно, они равноправны между собой. Никакой язык не ставится выше другого. Никакая нация не ставится выше другого, выше другой нации. Они все равноправны абсолютно. Что еще хочу сказать? Да, недавно было выступление интервью Хамитова на радио «Эхо Москвы» в Уфе. Он там сказал абсолютно точно, четко, что у нас в республике башкирский государственный язык изучается в обязательном порядке. То есть, заметим, что это право нашей республики. То есть, хотя я к нему отношусь очень однозначно, очень часто критикую его, но если я его согласен, то похвалю, что он высказал свою четкую позицию. Так, если вы закончили, да? Пока время. Я сейчас задам один еще вопрос. Я прошу прощения, говорят, что на трансляции звук плохо слышно, может быть, от микрофона тогда откажемся, потому что букает. Ну, хорошо, если слышно, да, давай. Значит, вопрос я задам уточняющий такой. Правильно ли я вас понял, что вы настаиваете на том, что изучение башкирского языка должно быть абсолютно тотальным и обязательным для всех без исключения на территории Башкирии, а иные родные языки могут изучаться, ну, как бы по желанию дополнительно. Условно говоря, значит, если у человека родной язык татарский, он будет изучать русский, английский, башкирский, это обязательно по программе,
еще, ну, у него может возникнуть желание изучать родной язык, татарский, да, 4 языка. Чудесно. Вот один из вопросов, который у меня здесь заготовлен, я его задам тогда вам, потом уже Алексею. Значит, мы исследовали вопрос вот этого, значит, этой проблемы. На самом деле проблема существует, и существует несколько точек зрения, несколько движений даже сейчас таких вот внутри, особенно родительских сообществ, да, в школах. Потому что дети есть дети, да, то есть если ребенку там 7, 8, 9, 10 лет, он по определению еще осознанной точки зрения, вот такой, как у вас и у вас, иметь не может. Но у него есть мама и папа, которые за него фактически решают этот вопрос. И они вправе, кстати говоря, юридически решать многие вопросы за своих детей. Так вот, среди этих родителей создалось некое количество разных движений, да, разных мнений, разных групп. Значит, одна из этих групп стоит на такой позиции. Школьная программа усложняется с каждым годом. У нас, ну, это, естественно, продукт цивилизации, времени, да, значит, дети изучают уже интегральное исчисление в школе. Раньше мы вот с вами это в институте изучали, они уже это в школе учат. Значит, языка становится больше, значит, программа становится сложнее и так далее, и так далее. И один из аргументов этих групп таков, что, понимаете, вот 4 языка мы начали, да, то есть это как максимум, да. Значит, а есть еще школы с углубленными, значит, изучениями там 2 иностранных языка в чистом виде, там еще и немецкий, например, да? И дети перегружены. Это точка зрения родителей. И они говорят, подождите, у нас они и так кипят как чайник, да, эти дети приходят домой и валятся. И тут нам еще дают дополнительную нагрузку. Вот звучит это так. Я понимаю, что люди с точки зрения процитированных законов, которые вы сейчас вот, упомянули, это, конечно, наверное, где-то немножко безграмотная позиция, да, то есть как бы как можно считать дополнительной нагрузкой обязательный аспект образования. Но тем не менее, эта точка зрения существует. Как с этим быть? Вот ваше какое предложение? Стоять до последнего или все-таки есть какое-то решение с точки зрения учебной программы? Ну, конечно, стоять до последнего. Почему? Во-первых, я считаю, что разделение в школе на башкирские и небашкирские классы, то есть уже вывезли, скажем, такое разделение по национальности уже. Если все обучаются, то есть все обучаются, да, то если делится класс башкирский, класс не башкирский в одной школе, соответственно, в любом случае, все-таки дети достаточно сами по себе жестокие. Ну, понятно, да, есть будут, соответственно, какие-то трения, будут недопонимания, будут споры и конфликты. В любом случае. Потом, что касается обязательно то, что если, скажем, 4 языка, вот как вы говорите, да, 4 языка перегружены. Но согласно данным ученым, мозг человека на 5-6% только функционирует. То есть остальное еще, то есть можно развивать. Вы полагаете, я считаю, что родителей напрасно? Абсолютно беспочвенно считаю. Почему? Потому что еще очень многие дополнительно их нагружают там различными предметами, кружками, то есть и ничего страшного, ребенок как бы вырастает. Заметьте, что в 18-17 веках, 19 веках, то есть высшее общество, российское высшее общество знало несколько иностранных языков, обучалось дома и свободно говорило. Хорошо, я понял. Теперь, Алексей, вот ваша точка зрения по поводу вот структуры, скажем, учебной программы. Добавление туда, скажем, относительно, условно говоря, в Воронежской области, да, в башкирскую учебную программу в Башкортостане башкирского языка перегружает детей или как бы это нормально все? Для того, чтобы рассматривать ситуацию как бы чистую, исключим фактор Москвы. Вот у нас есть независимая страна Башкортостан. Там есть несколько государственных языков. Ну, в этом нет, в принципе, ничего необычного. Вот, пожалуйста, есть такая замечательная конфедерация Швейцария, вот, где 4 государственных языка. Вот, и как там устроено школьное обучение? Там каждый имеет право говорить на любом из государственных языков, и не обязан там, изучать оставшиеся. Да, он не обязан изучать оставшиеся. То есть, пожалуйста, он может ходить в французскую школу, в немецкую,
в итальянскую. И я не исключаю, что где-нибудь в Швейцарии есть кантон, где даже говорят на 4-м языке, который у них с труднопроизносимым названием. Точно то же самое можно прекрасно внедрять и в Башкирии. Маленькое дополнение, что дело в том, что Швейцария очень высокоразвитая, богатая страна, где она позволяет ставить школы с различными языковым обучением, то есть хватало, чтобы для всех национальностей. У нас, к сожалению, этого нет. Мы достаточно бедная страна. То есть вы сами понимаете, что прожиточный минимум какой маленький, да, то есть и пенсии какие маленькие. Соответственно, на образование тоже очень мало денег выделяется, тем более с учетом того, что то есть, сколько тем более я согласен с вами с тем, что если бы для каждой национальности, проживающей в республике, было достаточное количество детских садов, национальных детских садов, достаточное количество школ, то есть татарских гимназий. Вот я вообще за то, чтобы, допустим, в Уфе, сколько проживает, в каждом районе поставили татарские гимназии. Абсолютно за это за. Зачем? Для чувашскую гимназию, чтобы поставили, удмуртскую, марийскую. Лишь бы это финансировалось только, если бы это хватало финансов. То есть, соответственно, башкирские гимназии, чтобы были. То есть в компактном проживании того или иного народа обучение должно вестись из детского сада, начиная на том языке, который там проживает. Хорошо. Я, собственно, как раз и стою ровно на этих позициях, что учебных заведений разного вида должно быть столько, сколько это рыночная, значит, количественная потребность, согласен. Есть потребность в чувашском заведении, пожалуйста. Тогда задам вопрос. Вот вы плавно подошли к одному очень важному вопросу, который на самом деле вот сейчас и прозвучит. Вот мы с вами здесь собрались, вот вы, я, Алексей, и вот все присутствующие в зале, которые на самом деле, ну, так или иначе, достаточно далеко находятся от управления процессами образования. Да? Ну, может быть, я ошибаюсь, кто-то здесь есть из Министерства образования, но ну, вряд ли, да. Вот. Значит, вопрос звучит так. Теперь первый я задам вопрос Алексею. Как вы оцениваете роль местной власти сейчас здесь, в Башкирии, в решении вот этого вопроса? То есть я настаиваю на том. Хорошо. Я настаиваю на том, что проблема существует. Я настаиваю на том, что она в последнее время обострилась. И я предполагаю, что это обострение обошлось не без, скажем так, бездействия этих вот органов, которые призваны, ну, по долгу своему, и, в общем-то, мы им за это деньги платим, чтобы они обеспечивали эти процессы. Как вы расцениваете, во-первых, роль нынешних властей в решении этой ситуации, и, во-вторых, способны ли они вообще ее решить? Ну, ко всеобщему удовольствию, условно говоря, или там, к компромиссу какому-то прийти? Я считаю, что, конечно, если, значит, резко сократить расходы по такой статье бюджета, как национальная экономика, то есть строительство мостов в никуда, если прекратить воевать в Сирии и Украине. Мы говорим про башкирские власти. Мы говорим про башкирские власти. Они еще про Сирию не воюют. И так далее. И, соответственно, из федерального бюджета тратить не 3,5% на образование, а, допустим, 15%, то башкирские власти решат эту проблему легко и непринужденно, завалят деньгами. Вы полагаете... Это традиционный для России метод решения любых проблем. А приведет ли это к решению? То есть деньгами мы многие вопросы заливали. Как правило, когда деньги прогорают, остается зала, да? То есть, а толку никакого. И, кстати, не согрелись даже. Так вот, вы считаете, что вопрос только в том, что дайте еще нам 3-4% или 5% ВВП, предположим, ассигнуйте это на вот эту проблему, и она решится в Башкирии. Вы считаете, что башкирские власти, которые занимаются вопросами образования, они способны решить эту задачу? Только денег не хватает. Правильно понял? Если они делают зачем-то профессию учителя престижной, вот, там утраивают им зарплату, вот, нанимают на все ставки людей не с переполненной вот этой часовой сеткой, а столько, сколько положено. Вот, им на все это дело хватает денег, то вот, я думаю, что сейчас действительно не настолько идиоты, чтобы не освоить на том уровне, на котором им дается ту или иную программу. Количество часов
в неделю все равно останется фиксирован. Ну, будут Это они понятно, знать да. хорошо башкирский, русский, английский и татарский, будут они хуже знать какую-нибудь физику. Вот. Это, конечно, скажется на конкурентоспособности местных выпускников, но зато башкирские националисты будут довольны. Вы все-таки не ответили на вопрос. Вы полагаете, что власти Башкирии, вот эти власти, которые занимаются именно этой сферой, они способны решить? У них есть только техническая проблема, так? Или не способны? И дело не в деньгах. Скажем так, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы при наличии щедрого финансирования решить проблему найма нужных людей на нужные места. Все понятно, понял. Теперь Скажите, вы не любите кислород? Стоп, брейк. Это за пределами нашей дискуссии. Руслан, я вам повторю вопрос еще раз. Что-то вообще конкретно Нет, такое. Руслан, я вам повторю тогда тоже. Значит, как вы полагаете, башкирские власти, ныне действующие башкирские власти, в том числе в области образования, они в состоянии решить Нет, эту проблему? они не способны. Сегодняшняя, Почему? нынешняя власть Хамидова, на сегодняшний день она вообще не способна решить эту проблему. Вот уже она 7 лет, седьмой год находится у власти, 7 лет, да? То есть очень непоследовательно, очень легко поддающая различным каким-то группам, тем даже шовинистически настроенным группам, которые вот говорят, вот по закону так, какие-то приводят странные формулировки, странные требования, достаточно кричащие, и власть, боясь мнимого какого-то межнациональной распри, идет им на уступки. Это можно и с русским маршем сказать здесь, как проходило, то есть они пошли, пока то есть, не вмешались силовые структуры, и действительно, то есть как Ну, вопрос такой, значит, в таком случае, я правильно понимаю, что вы фактически, значит, обвиняете власти Башкирии, профильные министерства и господина Хамитова в том, что они не предпринимают достаточных усилий для того, чтобы эту проблему решить? Да, я считаю, что они способны. То есть, если при Рахимове была четкая, жесткая, конкретная власть, где вот было конкретно вот это так, допустим, да, и то есть я не к тому, что там был авторитарный режим, то есть и что-то вот в этом роде, нет. Я к тому, что как бы было просто четкое понимание, что вот здесь вот так, и здесь вот так. Здесь сегодняшний такого нет. То есть все понимают, что власть слабая, и начинают этим пользоваться, манипулировать и играть. То есть на национальных чувствах. Тогда что-то дополнить хотели, только коротко, да. Оппонент Руслан очень плавно ходил вокруг этого вопроса. Он не ответил мне сам никак. Меня зовут Альфия Мухаметовна Юсупова, я учитель башкирского языка. И являюсь не только учителем башкирского языка, но углубленно обучаю башкирскому языку. И углубленно занимаются у меня не только башкирскоязычные дети, а в основном русскоязычные, азербайджанцы, татары, малийцы и так далее. У меня очень много их. Я начинала с 20 детей, а в конце учебного года у меня их стало 40 детей, которые дополнительно ходили, выплачивая деньги. Родители платили деньги за то, чтобы... Это факультатив, да, я так понимаю? Конечно, факультатив, да, на дополнительном основании. Да, А что же в школе тогда происходит? Почему их там в нет? школе что происходит? В моей школе я ни разу не слышала, чтобы вот такие вот дела творились, да. Нет, у меня нет такого. Может быть, это даже в какой-то степени от учителя зависит, я не знаю. Но здесь есть такой подвох. Руслан сказал, что государство не в состоянии управлять вот этим вопросом. На самом деле, достаточно доработать одну статью. Это 6-я статья закона об образовании Республики Башкортостан. Именно на основании федерального государственного образовательного стандарта Российской Федерации говорится о том, что мы можем изучать языки тех субъектов, в которых проживают люди. Да, ведь государство Россия нам позволяет это делать. Мало того, он говорит, что люди должны детей обучать на Сейчас я найду, извините. Переволновалась. Этнокультурное образование, оно должно
должно быть. Но мы знаем, что на других уроках, например, биологии, мы что, не можем, что ли, обучить детей этнокультуре? Они что, не могут рассказать о богатствах нашей республики? На математике они что, не могут вспомнить пословицы, поговорки, касающиеся цифр? Дальше я вам скажу, потерпите, пожалуйста. И так далее. Вот такие вот этнокультурное воспитание. Россия нам позволяет этого делать. Но 6-я статья образования Республики Башкортостан, она недоработанная. Она имеет свои кривотоки. Здесь говорится о том, что государственный башкирский язык может изучаться на основании федерального государственного образовательного стандарта. Это Одного из Россия вариантов стандартов, да. Конечно, Россия нам позволяет, а мы говорим, нет, нам не обязательно, ГОС нам что дает, то и будем изучать. Вот видите, значит, Министерство образования может доработать шестую статью закона об образовании нашей республики. И тогда не будет никаких споров об изучении государственного Хорошо, а языка. тогда, по вашему мнению, почему оно не дорабатывает эту злополучную статью 6? Может быть, люди, которые писали закон об образовании, что-то не поняли. Может быть. Или вообще не понимаете? Нет, не то, чтобы ничего не понимают. Если бы они совсем ничего не понимали, они не стали бы Например, руководителями, министрами, они да? стали бы, да, чиновниками. Они не думали, скорее всего, о том, что найдутся такие вот, скажем так, свечки, которые будут развивать межнациональную рознь, например. Хорошо, мы поняли, спасибо. Значит, давайте так. Вот вопросы отложим, я закончу со своим. У меня очень небольшой набор этих вопросов, и потом перейдем. Ладно, не будем ломать их структуру. Значит, хорошо, мы почти обсудили роль наших властей в этой ситуации. И я от себя позволю себе добавить, что, в принципе, моя точка зрения, что, конечно, участие государственных органов власти в решении этой проблемы недостаточно, на самом деле. То есть, на мой взгляд, государственные органы и Министерство образования все-таки должно было бы проявить большее внимание и большую активность. И не допускать зарождения таких вот поляризованных точек зрения, которые сейчас уже существуют. Вот сейчас им придется работать уже с этими группами, да, вот, например, с этими двумя, да, а их на самом деле больше. Можно было бы, проявив немножко раньше, чуть-чуть, значит, профессионализма и еще каких-то качеств, этого не допустить. В том числе то, что было сейчас сказано вот, замечательно про эту 6-ю статью, вот эти способность толковать, вернее, возможность толковать вот это законодательство и его достаточно широкое поле для трактовок. Я хочу еще, Хорошо, можно, да, добавить? Хочу сказать, что я считаю, что не только, скорее всего, наше правительство мягкое, но я думаю, что где-то даже сознательно идет на уничтожение или сокращение, съеживание вот башкирского всего вот этого национального компонента в нашей республике, учитывая, что Хамитов очень плохо относится к бывшему президенту республики Рустаму Рахимову. Я имею в виду тому, что когда пришел, он практически почистил все государственные структуры от башкир, очень много повыгонял, набрал, возможно, лояльность. Национальную тему мы сегодня... это идет... Нет, это же все общее, понимаете? Я согласен. Да. Оптимизация из 600 с лишним школ в республике закрытых, а более половины башкирские школы. Хорошо. Я, значит, о чем ты говоришь? задаю тогда следующий вопрос. Как вы считаете, Алексей, значит, возможно решение этой проблемы путем достаточно широкого и представленного обсуждения, да? То есть давайте пофантазируем. Вдруг, значит, Министерство образования включило мозги и решило собрать, значит, исследовало этот вопрос достаточно серьезно, да? У них для этого есть люди,
И они решили собрать, условно говоря, в каком-то таком зале вот представителей всех заинтересованных сторон и всех точек зрения. Да, предположим, там, какими бы радикальными, какими бы неприятными они не были. Потому что, извините, если значит, уже со стороны учителей поступают совершенно аргументированные вопросы в отношении там, конструкции законодательства республиканского, это значит говорит о том, что министерство как орган, который должен инициировать изменения законов в своей области, оно что-то не то делает. Так вот, если мы пофантазируем и такое значит, собрание станет возможным, как вы считаете, это может быть определенным источником решения задачи или нет? Вот так вот скажем, коротко. То есть может ли это обсуждаться широко и потом использоваться это обсуждение как результат для принятия решения или нет? Я считаю, в конечном итоге задача того, какое кому давать образование, должна быть максимально децентрализована. То есть я бы скорее предположил, что эта проблема может быть решена посредством местного референдума, а не посредством вызова, значит, каких-то делегатов, экспертов и так далее на какой-то между собойчик с властимущими, как будто им и без того советов не хватает. Вот. Конечно, они на этом своем совете передерутся. Может быть, даже будет высказано несколько умных мыслей, но совершенно не факт, что именно эти умные мысли будут в конечном итоге восприняты. Руслан, как вы считаете, стоит вообще этим заниматься вот, в кругу общественности, ну, скажем, более широкое представление? Конечно, конечно. Или не стоит? Это нужно понимать обязательно, вопросы перед общественностью ставить. Но вообще у нас же вот та же самая общественная Нет, палата. вопрос уже стоит перед общественностью. У нас есть там Нет, вот я это... имею в виду, что именно нужно приглашать заинтересованных лиц, которые так или иначе отстаивают свои позиции, с ними разговаривать, с ними общаться. Но, к сожалению, у нас же не видят вот именно вот такую широкую общественность, у нас не видит. У нас видит только выборочную общественность, то есть которая вот, где-то выбрана, где-то еще что-то там получает за это, то есть вот, только с ней идет. Насчет референдума я с вами вообще не согласен. Вот по поводу референдума, это мой следующий вопрос, вот, который из зала пришел. Референдум не механизм для такого решения этого вопроса? Дело в том, что... это все-таки достаточно демократично, и, по крайней мере, если мы референдумом охватим большую часть населения республики, там, совершеннолетних, это же будет смотрите, некая выборка. Я говорю про местные референдумы, Я а не про тоже общереспубликанские. про местные, да. Я с вами... Вы я как рассматриваете этот результат? Когда организуются выборы, референдум ничего не влияет. Нет, вот вы как инструмент выявления вот этого, вот этих мнений вы рассматриваете? Дело в том, что начнем с того, что по исторически такой, ну вообще по истории, башкирский народ оказался в меньшинстве в нашей республике, в меньшинстве и с помощью земельной политики, и колонизаторской политики, и, то есть, и также приглашая другие народы к себе спокойно, то есть как бы давая землю, то есть мы в итоге остались в меньшинстве. И вы предполагаете, что Я на считаю, референдуме что... тоже останетесь в меньшинстве? Нет, ну, возможно, это как один из факторов. Вы понимаете, можно на референдум вынести, допустим, что, а давайте переименуем Республику Башкортостан в Уфимскую губернию, допустим. Хорошо, да? я вас И понял. то же самое. Я понял, значит, что референдум вы не считаете Не считаю. способом. Почему? Тогда Потому я что задам вопрос. у нас все-таки национальное государство, Республика Башкортостан, и нам ее не дали, советская власть когда-то не дала ее, мы ее завоевали ее кровью. То есть, Хорошо. поэтому мы не можем Вы просто... не уходите. Давайте все-таки о языке. Я задам вопрос очень научный. Давайте вопросы чуть позже. Вот у меня заканчиваются еще два вопроса. Право меньшинства никогда референдумом нигде не решается. Как раз Башкирия является государством. Должна защищаться. право меньшинства. И я задам сейчас нашим участникам последний вопрос свой, и дальше мы перейдем к вопросам из зала. Потерпите, вопрос достаточно интересный и важный. Это будет единственный научный вопрос. Как-то так принято считать, что государство, особенно цивилизованное государство, обязано защищать историческое наследие, культурное наследие, значит, имеющееся, условно говоря. Язык, безусловно, часть культурного наследия, исторического наследия. Язык, более того, механизм развития общества, развития этноса и так далее, и так далее. Как вы считаете, первый Алексей, прошу ответить. Государство обязано защитить языки, даже если они, например, теряют актуальность, если, скажем, существует такое мнение, что
вот мой ребенок там хорошо, он едет в Москву, поступает в МГИМО, зачем ему башкирский язык, он будет говорить там на русском, на английском и, дай бог, на голландском, да? И вот я не хочу, чтобы мой ребенок учил его. Это некая действительно объективная предпосылка, потому что этот язык, ну вот в этой ситуации был не нужен. Так вот, вопрос я еще раз, я далеко ушел. Как вы считаете, государство обязано защищать язык? Или оно может пустить все на самотек, и, естественно, ну, малые языки будут таким вот цивилизационным, естественным путем куда-то исчезать, растворяться? Я считаю, что, опять-таки, это задача не государства, а частных лиц и организаций. В конце концов, башкирский язык относится к тюркской группе. Тюрков в мире полно. Они довольно влиятельные, они в том числе живут в достаточно богатых странах и вполне могут себе позволить защищать и пропагандировать собственную культуру на мировом уровне. Нет, Турецкий, сейчас он... я вас понял. То есть вы полагаете, что... Я считаю, что они справятся с этим гораздо более эффективно, чем какое бы то ни было государство. Ну так, то есть есть, скажем, аспект пропагандировать свою культуру. Государственных обязанностей, есть обязанности условно общественных организаций. Да. И вот некая общественная организация, там, предположим, там, Тюрксой или еще кто-нибудь, должен принять на себя обязанность по защите башкирского языка. Ну, предположим. Но я все-таки говорил о том, что государство — это некая организация, которая, ну, организация, формация, да, которая несет на себе задачи общественного плана, в том числе там, защита безопасности населения, да, защита там, его там, здоровья и так далее, поддержка правопорядка, и в том числе сохранение культурных наследий. Так вот, вы предлагаете защиту малых языков из этих функций исключить, я правильно понимаю? То есть это не дело государства. Единственная задача государства – это собирать налоги. А то, на что оно эти налоги тратит, это уже хобби. Может на домики для уточек, может на защиту национальной культуры. Вы как относитесь к тому, чтобы государство было обязано защищать национальную культуру? Положительно или отрицательно? Коротко ответьте мне. Должно или нет? Я считаю, что нужно отобрать у государства вообще все обязанности. Все, понял. Ясно. Вы понимаете, Алексей, что если мы отберем у него все обязанности, мы будем вынуждены их поделить между собой. Конечно. Понимаете? Это второй момент. Хорошо. Значит, Я готов учиться, Руслан, теперь отвечу. Вы, я примерно даже понимаю, что вы сказали, но тогда как-то более широко ответьте. То есть вы считаете, государство обязано защищать язык как объект культурного и исторического наследия? Я вот хочу, прежде чем ответить на вопрос, хочу сказать, а русский язык в школах как мы обязаны? Должен изучаться или нет? Конечно, конечно. Да, тоже хороший Нет, вопрос. конечно. Но русский язык тоже деградирует, как и башкирский, на самом деле, если не быстрее. Потому что английский Вы язык... понимаете, да? соответственно, То есть государство должно вообще, защищать. Извините, я начинаю чью-то сторону занимать. Вот. То есть Там никакого требуют языка- перевод на то есть башкирский. никакого языка, то есть не должно изучаться, да, в школах? Вы так считаете, да? Принуждать нельзя. А на что, на каком языке должно вестись образование, скажите мне? Но у нас пока еще на русском языке. Наняли русскоязычного преподавателя, этот предмет читается на русском. Наняли англоязычного преподавателя, этот предмет То есть, читается на английском. если в классе... Наняли башкироязычного преподавателя, и математика, допустим, читается на башкирском. То есть, если в классе 15 национальностей, то 15 учителей должно быть по математике, 15 учителей по физике, по химии, по биологии и так далее. Неуклюжая инструкция сгонять детей в школу. Все. Теперь я отвечу на Теперь на мой вопрос. вопрос коротко ответьте. Обязаны или не обязаны государство этим Конечно, заниматься по обязаны, определению? конечно, обязаны, потому что вообще язык — это то, что делает народ народом, то есть отличительно от другого. Нет, безусловно, у Это языка культура. есть масса несущих И функций, которые он... Многие может не осознавать. родители говорят о том, что вот почему в школе родители должны преподавать свой родной язык дома, то есть приучать ему, обучать его, но никак не в школе, то есть как бы это прерогатива родителей. Но хочу заметить, что дома невозможно передать все богатство, во-первых, Есть языка. чудесные учителя. Да, невозможно, нет, вот поэтому я говорю, это в школе. Только дома невозможно, невозможно всю поэзию башкирскую передать. Нет, А вот хороший классика. учитель сидит, он
вам даст До поэзию. конца. Ну дайте я договорю. Хорошо. Я говорю, невозможно рассказать о всех классиках башкирских, о поэтах, то есть всю культуру, всю историю, понимаете? То есть Называется базис. это не есть базис, который должны преподаваться в школе, то есть общее понятие, что такое вообще. Хорошо. И это должно преподаваться с детского сада. Ну я понял, то есть государство обязано это обеспечить. Конечно. Всё. С точки зрения понятно. Теперь давайте, вот кто первую руку поднял. Вот, да, господин Лысый. В прошлый раз упал. Значит, вопрос к тебе такой. Я понимаю, значит, из твоего выступления понял, что мы должны изучать язык обязательно, потому что мы живем в Кыргызстане. Так или нет? Ну, все, да? Есть вопрос? Да, пока тебе вопрос такой. Да, почему? Потому что башкирский язык является государственным языком Республики Башкортостан. Соответственно, согласно законодательству, согласно Конституции Российской Федерации, республики устанавливают свои государственные языки. Но это чисто юридически. Но если чисто человеческое брать, то народы, проживающие в нашей республике, она как она считается башкирской республикой, да? То есть башкирский язык, хотя бы элементарные знания, здравствуйте, до свидания, как ваше здоровье, то есть элементарное вот это вот начало башкирского языка дать, если человеку это, во-первых, приведет не к разногласиям и каким-то там конфликтам, наоборот, это укрепит. Я считаю, что наш мир в Республике Башкортостан. Потом знание истории, элементарной истории, элементарной культуры Республики башкирского народа. И приезжая куда-то там в Питер, в Москву, в Лондон, в любое место, где его спросят, ты где проживаешь, он скажет, а я проживаю в Республике. Расскажи о башкирском народе. Он скажет, а я только знаю, что вот есть курай и мед башкирский, Я и все. ответил на вопрос, То есть- я тебе продолжу. В продолжение. Но этого же достаточно же добровольного изучения башкирского, чтобы сказать то, о чем ты говоришь. Дело- Зачем обязательно это? Дело в том, что... Правильно, Это один правильно. момент. И второй момент. Подожди. И второй момент. Ну ладно, у нас республика Башкортостан. А если мы ее переименуем и назовем Уфимскую губернию, как ты сказал, тогда зачем обязательно изучать башкирский? Ну, давайте не будем... Давай как- тогда татарский. Татар-то больше, чем башкирский. Давайте... Кто сказал? По переписи 29%. Вот ответь на эти два вопроса. Я к тому, что, вот как вы сказали, Переименуем Башкирию в Уфимскую губернию. Зачем? во-первых, давайте не будем углубляться, и как бы, если бы. Пока у нас Республика Башкортостан. То есть пока- пока Башкортостан мы обязательно. Да, Как да. она стала Уфимской губернией, мы не изучаем. Она не стала... Это она нам не скажут. стала- Это же называется дискриминация. Почему дискриминация? Потому что В чем? если я военный, у меня сын или дочь школьники, да, я живу в республике Татарстан, потому что я военный там. Да. У меня ребенок обязательно изучает наряду с другими языками татарский. Потом меня, как военного, в республику там, в Мариэл отправляют, да, там обязательный какой-то бурятский язык. Он должен изучать его там обязательно. Потом меня переводят в Башкирию, мой ребенок должен обязательно изучать башкирский. Это получается дискриминация по месту жительства. По месту Нет, а в чем дискриминация, если у нас... обязательно скажем, он нигде не получит полного образования. Понимаете? Слава, на этот Тогда вопрос не давайте ответил. будем по всей России башкирский водить в обязательно. Давайте тогда переименуем этот вопрос по-другому. Может быть, тогда надо забыть. Я же говорю, у нас... Я отвечу? Отвечу, да? Лучшие умы мира, лучшие умы Руслан, мира дайте разрабатывают ответить. язык один, планетарный язык Земля. Что любой человек, живущий в любом государстве, мог приехать в другое государство и Давайте остановимся. вы наоборот разрозненность Вы мне вопрос задаете или Дайте я ответить. Это наоборот разрозненность. Все, я понял. Я услышал вас. Давайте слушаем ответ. Я вас услышал. Дело в том, что наша земля состоит из множества народов. Это и делает нашу землю нашу интересной. Куда мы приезжаем, то есть есть разнообразие языков, народов, культур. То есть это и делает интересной нашу землю. То есть и туризм развивается за счет этого. То есть если я приезжаю в Индию, там интересно, но там все другое. Если будет все однообразно, как вы говорите, один язык, одна культура со временем, да, как вы говорите, одна история общая. То есть нет, это рано или поздно к этому придет. Вот, если вот то, что вы предлагаете, так оно к этому придет. Понимаете, это будет неинтересно жить. Тем мы отличаемся друг от друга, что мы разные.
И вот вы говорите, то, что вы дискриминация. Дело в том, что у нас, я же говорю, у нас Российская Федерация, которая состоит из субъектов, в том числе и из национальных республик. Руслан, понятно. Значит, я Вот вот и сейчас здесь замечательную тему услышал, очень меня пугающую, да? Значит, в ходе вашего обсуждения вот прозвучала такая фраза: ну можно же уехать. То есть русские, значит, в Рязань, татары в Казань и так далее. Вот я хотел бы задать тогда вопрос. Извините, я воспользуюсь служебным положением, да? Смотрите, вот эти два пугающих понятия: обязательность и можно уехать. На ваш взгляд, это как бы не элемент какого-то давления уже на свободу человека, на его право Вот выбора? Еще смотрите. Дело в том, что вот видите, альтернатива какая? А пускай туда уезжает, не хочешь учить, уезжай. дело в том, что башкирский народ, как вот по законам, мировым законам, имеет право на самоопределение. Правильно же? Конечно. Вот. У нас Республика Башкортостан, в которой наш народ имеет право на самоопределение, на свою культуру, на свой язык, на свои традиции, на изучение. Все правильно, правильно же? То есть, если башкир уезжает в другое место, он уже не имеет этого права, понимаете? Он не будет изучать культуру, историю. Допустим, татарин приезжает в Татарстан, он там будет себя чувствовать комфортно. Все правильно. Он будет Речь идет не о тех, кто... Я к тому, что у нас нету... Подождите, я не закончил. Я говорю, вот бурят из Республики Башкортостан приедет в Бурятскую республику и будет себя чувствовать там комфортно, он будет в своей языковой среде. Башкиру ехать некуда, понимаете? Башкиру ехать некуда. У него единственное вот это вот место, где он может изучать свою культуру на своем родном языке, песни, плясать, то есть историю. Почему кто-то другой, кто не хочет изучать язык, вот возьмем этого эмпирического кто-то, кто не хочет, почему ему как альтернативу предлагают тогда уехать? Давай, Андрей, Но- я отвечу. Да, ну если... Почему мы говорим, башкирский язык должен быть государственным и обязательным к изучению? Это делается ради сохранения Российской Федерации. Абсолютно верно. Если мы ущемим башкир единственной республики, где он как коренной народ свой язык изучает и хочет, чтобы его язык знали другие, хотя бы на разговорном уровне. Мне вот везло на русских людей. Я моторном работал и так далее. Все русские со мной здоровы ложь. Я не знаю почему, не я не спорю. Это просто от взаимного уважения. Ну, согласен, да. Единственное, в чем наша вина, да, это Министерство образования. Я же учился в школе международной. Там первый класс идет до 6 класса, в 7 классе 4 класса становится, в 9 классе 7 классов. То есть приходят и татары, и русские, и все. И все, как миленькие, изучали башкирский язык. Башкирская школа, это класс, ну, допустим, 30 детей, 20 новоприбывшие, 10 костяк, коренные башкиры, которые знают досконально свой башкирский язык. И вот учитель языка, вот эти 20 человек, и татар, вот Миркаев сейчас вот это, по печати. По-башкирски любого башкира продаст. Он как поет. То есть изучение башкирского языка является легким предметом. У меня вот дочь окончила 3-ю школу, гимназию на Советской площади. Она изучала русский, башкирский, английский, немецкий. Параллельно ходила на мадресе арабский, турецкий. И сейчас вот в институте закончила французский и китайский. 8 языков, никаких проблем. И ее все подруги знают так же и татарки, и русские. Просто они подтянулись. Вот некоторые, которые говорят, не нужен нам башкирский язык, они провокаторы, по моему мнению. Это ведут люди. Они сегодня говорят, башкирский язык не нужен, завтра скажут, Башкортостан не нужен, а послезавтра скажут, Россия нам не нужна. А потом скажут, астрономия не нужна. Это первый шаг. Да. Пожалуйста, интервью. Несколько был вопрос, я поэтому чуть-чуть подушла, ладно, потому что вопрос очень больной, я сама вела я учу башкирский язык, я вот даже смотрю на реакцию девушек, да, понимаете, вот, сейчас очень то есть были башкиры, агрессоры, все остальные жертвы, а сейчас как бы, а теперь да, получилось такое общество, что все остальные и башкиры. Такого общества нет. Понимаете, у нас есть единое общество, единые проблемы. Про проблемы с учебником я говорила в прямом эфире. Он обалдел, когда прочел учебник географии, а там перепечатали с 2009 года, ну вы слышали, да, прямой эфир? В 2017 году перепечатали учебник географии, сделали переезды,
и не изменили никаких ни экономических, ни этих сельскохозяйственных данных. Проблема с учебниками, с образованием, она общероссийская. Если мы сейчас детей освободим от изучения башкирского языка, и дети возрадуются, и вашим детям станет легче. Нет, дети не возрадуются, им все равно, кстати, они достаточно Родители, спокойно которые относятся. говорят, нашим детям нагрузка башкирский язык, нашим детям все нагрузка. Наших детей бедных с 5 класса учат ЕГЭ. Проблема с образованием, она общая. И в том числе проблема, вот, допустим, сейчас очень многие в таких районах, понимаете, очень башкирских районах, Бурзянском районе, Зианчуринском, Хайбинском отказываются от родного языка башкирского, потому что ездят специалисты Минобра и говорят, откажитесь, вы же можете выбрать родной русский. И вашим детям будет легче. Прямо Министерство образования этим Да, занимается? да, есть фамилии, есть фамилии, есть... И вот так ходят и башкирские школы и говорят, вашим детям очень тяжело, смотрите, вот 2 часа башкирской литературы, 2 часа это, и, подождите, я скажу, и понимаете, тоже есть такая проблема, потому что, ну, ваши дети, вот, при этом учительница тоже проблема, понимаете, нам не надо быть сейчас в роли ни жертвы, ни агрессора. Нам надо просто решать вместе проблемы. Как я вижу решение проблемы, понимаете? Вот я лично, как человек, который разрабатывал аудио, там, разработки, я считаю, что, во-первых, все-таки исторически, вы сами знаете хоть немножко историю. Вот, допустим, как действительно, если в каждой республике будет 2 языка, это основа федеративности. Это основа российского государства. Федеративность, уважение ко всем народам. Это же не, я понимаю, напортачили все. Напортачили. Вы думаете, мои дети в башкирской гимназии не страдают от учения башкирского языка? Это ужас. Я сама человек, который пишет на башкирском, я не могу им, понимаете, тоже помочь. То есть проблема с учебником это не только для русской школы, она везде. Ее надо решать сообща. И для башкирской школы, и для русских, которые изучают. Это раз. Во-вторых, вот как бы я предлагала бы эту проблему. Вот, вы сказали, что первым делом нам надо менять учебники, надо менять, у нас очень много действительно тяжелые. Это, вот, они знаете, как стали тяжелые оборудование? Для того, чтобы человеку допустить писать учебник, у него должны быть звания доцента, отличие Министерства образования. Они за все эти годы вот, глухой обороны стали, и какой-то очень креативный человек из Америки приедет и скажет, вот а в Америке изучать так, давайте изучать так не пустят, понимаете? И вот эта проблема, она общая. А качество учителей? Да, качество. Вот, кстати, вот про качество учителей я скажу. Было, когда внедрили башкирский язык в русской школе, конечно, эти бедные девочки после из деревни, да, они по сравнению с такими городскими, такими опытными, хорошими учителями, конечно, смотрелись невыгодно, над ними немножечко посмеялись, может быть. Теперь они вот, на сопротивление, это самые лучшие учителя вообще башкирские, это те, которые... Ну, то есть, я уж тогда вам задам тоже вопрос. Вы считаете, что учительский корпус, как бы, он пристойный, а вот с учебниками проблемы? С учебниками проблемы. И более того, я знаю, что очень многие учителя разработали свою методику, чтобы не было отношения к башкирскому языку, такого, знаете, вот, мы пришли к очень важному вопросу. Вот Алексей сказал, что изучать башкирский язык, ну вообще национальный язык какой-то, не обязательно это должен решать там родители, и вообще вот родители сами сконструируют там некую образовательную, значит, конструкцию для своего конкретного ребенка и его по жизни. Вы, я так полагаю, занимаете, ну, не так, совсем не такую позицию, да, и так далее. Но вот тогда, Зухра, вы посоветуете нам, необразованным людям, как сделать так, чтобы не было вот этого инстинктивного отторжения у родителей. То есть, в моем представлении, в основе вот этой проблемы лежит какое-то инстинктивное отторжение. То есть, ой, ладно, нам не надо, вот я русский, там, жена моя русская, все мои русские, зачем нам этот башкирский? Это же такое достаточно примитивное, но инстинктивная и очень быстрая реакция. Как от нее избавиться? Кто должен заниматься этим вопросом вообще? Я предлагаю, знаете, что мы все активные общественники, которые прислушиваются, да? Вопрос ребром. Здесь нет представителей Минобра, мы проводим круглые столы, и там нет представителей Минобра. Они вот действительно, вы правильно как бы осеклись, когда Министерство обороны, они сейчас превратились, они действительно, они просто не хотят слышать, да, нас.
Но надо настаивать на очень открытом курсе альтернативных учебников башкирского языка для русских школ. Этот конкурс должен быть отчислен очень активно. Должна быть экспертная комиссия из родителей. Это должно быть на широкое обсуждение выноситься. И более того, я бы предложила бы изучать башкирский 2 раза в неделю без задавания домашних заданий. Вот мы подходим к Без этого, некой модификации программы. очень интересная программа. И вот этих учителей, которые обучаются, их дополнительно учить И квалификацию. теперь я задам самый последний, самый сложный вопрос. Но обязательно. Да. Изучение обязательно. Знаете, Как вы считаете, власть заинтересована вообще в подобного рода решении проблем? То есть она готова вообще об этом размышлять? Или у нее есть вот это, на рельсы встали и поехали, да? Что получается, неважно, главное, что по рельсам едем. Вот где механизм, чтобы ваши идеи там, или еще чьи-то здравые идеи зашли в голову, там, условно говоря, министру образования нашему или, страшно сказать, самому Хамитову? мне кажется, знаете, что вот, Как это все затолкать им в голову? Как объяснить им, что должно случиться, чтобы они значит, стали заниматься этим вопросом как минимум с тем же рвением, например, как вы, или еще даже хуже и больше? Ну, во-первых, я скажу, почему обязательно должен быть, да, государственный. Я сказала, что федеративный, и потом, вы знаете, ну, действительно, ребенку никогда не мешал язык. Мои все эти годы, зная вот этот недостаток учебника, поверьте, каждый день мне в Фейсбуке я кому-то делала даже задания. Я не могла появиться в бассейне, детей отвожу, и тут меня окружают бабушки, дети, я сижу домашнее задание делаю. Я это делала так, знаете, и дополнительно мотивировала детей. Я говорю, ну немножко потерпите, вот смотрите, видите, как интересно. Вот там, то есть у нас, понимаете, этот язык на нас он просто падает, он льется, он на вывесках, на этих. Если ребенка смотивировать, он прочтет вывеску. Я помню до сих пор, когда я первое слово прочла, сказка, да? Я лучше своему ребенку на татарском скажу, пускай татарский учит. Зачем башкирский? Зачем вы навязываете? Вы же навязываете, получается. Это не навязывание. Масса желающих, спасибо большое. Батюшка, он закончил нам школу, что он скажет. Вопрос только, у меня просьба, задайте вопрос участникам. Так, ну вот я бы хотел... Участвовали в этом тоже. Ребят, я бы хотел отреагировать на выступление Зухры. Хорошо, да, секунду. У нас выступило уже 2 преподавателей, и оба жаловались на издержки централизации. Что мы бы хотели преподавать хорошо, но нас заставляют делать это плохо. Мы бы хотели выбрать себе нормальный учебник, а нам спускать сверху вот какой-то ненужный. Это родовая травма плановой экономики, от которой вы никуда не денетесь, пока не уберете плановую экономику. Вы можете сколько угодно обсуждать, что вот у нас недостаточно хорошая в магазине колбаса. Просто уберите государство и возьмите вместо него рынок, и у вас будет 50 сортов колбасы. Точно так же у вас будет 50 разных учебников на любой вкус и кошелек. И вы прекрасно выберете сами для своего ребенка, посоветовавшись со специалистами, по какому учебнику ему учить язык, именно исходя из его ребенка темперамента и способностей. Вопрос, пожалуйста. Да, спасибо. Хотел вот немного от себя добавить. Олег сейчас предприниматель, школу относительно недавно закончил. Вот. Я учился в обыкновенной гимназии, не языковой. Вот. Мы изучали башкирский язык 11 лет, и с 5 класса мы изучали культуру Башкортостана. Из этого я не помню абсолютно ничего, если честно, вот. Потому что меня это тогда абсолютно не интересовало. То есть нас учителя никак не могли заинтересовать этим делом, но вот сейчас, к примеру, я уже этим интересуюсь сам. Не могу сказать, что успешно, но интересуюсь. У нас... Нет, оно, в принципе, мне по жизни не пригождается, и потому что не пригождается, я это все забыл. Но, к примеру, вот у нас есть группы музыкальные различные в Башкирии, к примеру, группа Аргамак. Вот. Она очень мотивирует людей, я считаю, потому что она ездит по разным городам, она выступает на фестивалях, она поет все песни на башкирском языке, показывает культуру башкирского народа, то есть прям, ну, с самого начала, то есть все традиции башкирского народа, показывает подвиги башкирского народа во время Второй мировой.
тем самым она может мотивировать людей к изучению башкирского языка. Но я не вижу смысла насильно навязывать башкирский язык, потому что те, кому нужно, они его выучат и так. Те, кому это не интересно, они его не выучат, даже если это будет навязано им. Вот. То есть я считаю, решение проблемы в том, чтобы башкирский язык за пределы школ отправить, скажем так, но при этом, чтобы он был для всех возрастов. То есть те, кто хочет, может пойти изучать башкирский абсолютно бесплатно и так далее, может быть за какую-то символическую плату, потому что деньги на это все равно выделяются, и если это будет действительно актуально, то люди туда придут. И нужно не заставлять людей изучать башкирский язык, а показывать величие, историю башкирского народа, вот. Я интересуюсь, почему вы рассматриваете изучение башкирского языка только с позиции силы. Вот. Почему нельзя, к примеру, организовывать различные экскурсии в места, в места, где происходит, к примеру, действия башкирских легенд. Вот. Или различные музыкальные конкурсы, народные и прочее устраивать и показывать это все. Вот. То есть конкуренция. Должна быть конкуренция. Вот вопрос, почему с позиции силы нужно? Почему нельзя это делать с позиции конкуренции? Руслан, кратко ответьте, почему, во-первых, я даже немножко расширю, кажется ли вам, что это решается с позиции силы и почему? Но для того, чтобы сохранить, я же, вот как многие сказали, межнациональный мир, и чтобы учитывались все права всех народов на Российской Федерации, а для этого существуют законы, которые защищают сохранение других языков. Это раз. Во-вторых, вот вы говорите, обязательные, есть обязательные предметы, такие как пение. Руслан, да? отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Вы считаете это насильно? Я не считаю это насильно. Я считаю, что это Значит, вот еще тот момент, который способствует сохранению мира Российской Федерации. Вот и все. вопрос. Сохранение языка. Если можно погромче. Да, представьте, видишь, я считаю, что государство обязано заботиться о престиже народного языка того субъекта, в котором мы живем. Например, на данной ситуации это Башкортостан. Если это будет Татария, то значит там. Но государство обязано. У нас есть хороший пример Бурятии. Оно попало в Красную книгу. Мы же не хотим, чтобы мы тоже попали в Красную книгу. Мы должны сами защищать свой народный язык. Потому что мы находимся сегодня на территории Республики Башкортостан. Я хочу добавить научную Ребята, что мы обсуждаем? По концепции академика Дмитриева, русский язык на 65% состоит из башкирских слов. Это одно. А сегодня, знаете, сегодня тоже научный деятель выступал, да, он сказал, что тюркские языки на 95% состоят из башкирских слов. Или я обманываю? Убейте меня, если я обманываю, но это так. Я, с вашего позволения, сочту реплику вопросом и отреагирую. Я на самом деле только приветствую взаимопроникновение языков. И то, что в русском языке появилось такое замечательное тюркское слово, как Майдан, и такое замечательное значит, русское слово «кавайный» из японской культуры, и куча английских слов, там немецких, голландских, каких только нет. Естественное взаимопроникновение языков как раз и способствует миру и взаимопониманию на Земле. Спасибо. 25 лет назад, я когда имел денежные возможности, в 20-й гимназии создал научно-исследовательский центр. Туда собрали 32 ученых, педагогического института, БГУ,
и начали издавать учебники и методические указания без согласия с Министерством образования. Но помню, вот география по Суханову, математика вот двое там женщин дали. Эти книги заняли первое место как учебное пособие для школ. Но их не допустили. Сегодня основная вина, что у нас хорошие учебники не попадают в школы, и появляются вот такие ученики, которые говорят, мне не нравится, не надо. Все верно. Вы Это только из-за качества учебника. Третий человек жалуется на цивилизацию. Вы подтверждаете в таком случае в определенном смысле позицию Алексея. Это должно быть обязательно, осознанно. Это не должно было хорошим сделано качеством не учебника. мною, а Министерством образования. Министерством образования. Да. А что касается навязывания языка, он, наверное, и ботанику изучал, и зоологию, и астрономию. Ему это ничего не нужно, может, и сегодня. Понятно. Поэтому такая отношение навязывания. Не надо ждать, мне рука устала. Быстро. Да. Вот, наконец-то, я ждал. Ну, я ждал этого. Мен мындай башкортстанга келген уже 4 жыл элек келген мен мында келгенде башкортча билмеген едим чүнки мен орыс жактарында тургам анда башкортча билишмеген да эле но мында келгес бул менге керек болду чүнки мына йорт туурасында мен мына силерге айтайын биздин башкорт бул түрк тилдин бир тамагы бул тил менен тирешет киши мына Владивосток жагынан Атлантик море. Те, кто не понял, я вам объясню. На двух словах. На тюркском языке разговаривают люди от Дальнего Востока до Адриатики. Вот от самого северного Урала до Индии. Более того, тюркский язык вник настолько во многие языки, в том числе и европейские. Ну, скажем, в Вильнюсе я совершенно спокойно многие слова на чисто башкирском языке понимал. Например, шулай-шулай. Вот вы сейчас в Вильнюс приедете и будете, когда говорить там, слово шулай там это выходит как здрасте. Я когда спросил, откуда вы знаете, мне сказали, татары научили. Сейчас я татар тоже говорю. Если мы говорим о той же самой Швейцарии, то кантоны там появились как раз таки с Урала. Там, вы знаете, да, кантонное деление в Швейцарии. В Швейцарии кантонное деление. Ни районы, ни области, ничего подобного. Так вот, я вам сейчас объясню. Дело в том, что я считаю, что мы, башкиры, когда пришла советская власть, мы, поскольку мы оказались не в тренде, не в современном мире, а проживали в основном в селах и были наивные, в прямом смысле этого слова, мы потеряли очень многие свои значимые ведущие позиции, в том числе и на нашей башкирской земле. Объясню. Вот вы заметили, да, что все время говорят, что вот сибирские татары. Вот, например, про меня всегда говорили, что я сибирский татарин. Но о том, что я башкир, я узнал в 6 классе от своей матери, которая на чистом башкирском языке говорила, она учительница сама. Если мы дальше пойдем в Тюмень, то там тоже татар нет. Там есть башкиры, которых стали называть татарами. Еще дальше мы туда пойдем, до Якутии. В Якутии проживают несколько тысяч башкир, которые в 1812 году были переселены туда. В Челябинской области есть целые деревни там, допустим, Париж, Фершемпенуаз, Берлин. Это бывшие башкирские полки, которые туда сослали для того, чтобы они, всякую бучу вот с Европы привезли, там со всякими знаниями там привезли, и как бы они здесь бедными натворили. Так вот, я сейчас вернусь в Германию. В 1985 году я был в Германии, был в Берлине, и мне сказали, что в Дрездене продается очень интересная книга Булгакова «Мастер и Маргарита», написанная на русском языке. В России ее найти было невозможно. Я сел в электричку, поехал в Дрезден, как мне сказали, по адресу. Пришел на эту улицу, штрассе, смотрю, написано «Бух». Я захожу туда, к девушке, и ей объясняю, что меня интересует «Мастер и Маргарита». Чтобы понятно было, мне по-немецки написали, сделали перевод, и по-немецки я так прочитал. Она на меня смотрит и вдруг начинает со мной говорить на французском языке. Я вначале не понял. Я говорю, Я говорю, Deutsch, Buch.
но у нее вот какой-то маленький другой город, более мягкий, в пронос. Вот в там небольшой, от Берлина до Дрездена. Объясню вечером, когда я приехал обратно в Берлин, нас поселили там в такой гостинице, а мой номер был над такой аркой. И вечером туда стали заезжать мотоциклисты, заскрежетали вот эти железные двери. И я когда посмотрел в окошко, значит, увидел ребят, которые приехали, они говорили на чистом таком гортанном языке, вот как в фильмах показывают, да, там вот эти вот аж страшно становятся волосы дыбом, когда немцы так твердо, громко так, и маленько как вот так, как-то, значит, высказываются. То есть совершенно разная речь. Потом, когда я был здесь уже, я разговаривал с одной учительницей по немецкому языку, рассказывая эту историю. Она говорит: а вы заметили, говорит, в фильмах, вот немец с немцем разговаривает, и он как раз начинает говорить. Да, он начинает говорить, вы говорите там Эльзац, вы там Свейна, вы там Истобина. Там, где есть какие-то свои диалекты, но все они немцы. Вот смотрите, мы, башкиры, оказались только в Хайбулах, только в Учелах, только в Сибае. Все остальное почему-то татары, значит, это восточные татары или сибирские татары. Был один анекдотичный анекдот. Мы выезжали с СБМом в Казань, и там говорят: а сейчас выступят, значит, крымские татары. Значит, она встала, значит, эта крымская татарка, говорит: мы-то, говорит, татары, а вы-то, говорит, кто? Потому что мы татары, говорит. То есть она себя татаркой считает. Вы, говорит, вообще, говорит, по-татарски даже не разговариваете. Дело в том, что крымские татары и татары Казани говорят вообще на разных языках, как, скажем, французы с немцами, например. Да? В чем ваш вопрос заключается? У меня не вопрос. Дело в том, что если действительно говорить, это очень много. И по этой теме мне очень понравилась Зухра выступила. Она фактически правильно подошла к этой теме, может быть, не совсем раскрыла. Нам не нужно, Руслан, настаивать на том, что мы должны всех заставить говорить на башкирском языке. Дело в том, что ошибка башкирского языка произошла с приходом советской власти. За основу башкирского языка взяли не все башкирские языки, как таковые, а взяли вот какое-то, скажем, хайбулинское наречие и отсюда стали судить по поводу всех башкир. Поэтому у нас запад Башкирии оказался татарским. Вот вся причина. Можно я расскажу, пока меня не остановят? Так вот, смотрите, в чем здесь проблема в этом языке. По большому счету, нам нужно открыть народам здесь проживающим, а они не виноваты, что они здесь живут, мы их сами когда-то видели. По разным вопросам. И сегодняшние вот здесь молодые люди сидят, они не виноваты, что их родители 200, 300, 400 лет пришли туда разным способом. Кто бегал, кто прятался, кто покупал земли, не знаю, кто увешивал. Но это здесь. Мы сегодня их заставляем говорить на башкирском языке. Вот мое первое предложение. Давайте сделаем так. Вот проведем, скажем, в Хайбулах, в Учелах, в Дюртюлях, там, допустим, там, в районах. Вот вы хотите изучать башкирский язык в своем районе? Ну, я уверен, что Хайбулинский район, например, скажет да, весь. Ну, там, 99% скажет. Все, и туда специализированно готовить нашу Альфию. Кстати, очень хороший педагог по башкирскому языку. Она не просто говорит, она знает, она талантлива, она энергичная. Вот таких людей нужно туда готовить, и тогда мы здесь, в Башкирии, получим через 5-10 лет много людей башкир, говорящих на хорошем башкирском языке. Грамотно. Значит, взять Учелинский район, взять Сибай, взять Баймак. Например, что мы сейчас вот суем здесь в Уфе, где нас башкир проживает всего 8%. Нас еще меньше проживает. Можно я выскажусь, да? Теперь, у меня в свое время, вот прям конкретный был разговор с Аминевым Салах Курматовичем, тогдашним министром культуры. Развалилась вот эта стена. Я говорю, там есть киностудия ДЭФ. Это советские социалисты, люди-социалисты. Они остались без работы, без всего абсолютно. Я говорю, давай им пригласим, в Сибае дадим квартиру и сделаем в Сибае целую киностудию, ДЭФ туда переселим. И будем снимать про башкирского Ацелову, про башкирского Чингачгука. Это же те же самые, там вот юрту на вам поменять,
вам, то есть на юг, и все те же самые истории. Не Здесь упрощайте, очень не упрощайте. много. Нет, я не упрощаю, я говорю, как есть. Теперь смотрите дальше. Я предлагаю местному населению открыть башкирский язык путем наших топонимов. Правильно, да, говорю? Вот, например, мы все время по-русски говорим Кармаскалы, Кармаскалы. Вы понимаете, что это такое башкирское название? Все знаете, что это город муравьев? Красиво, нет? Или Чешмы, например, да? Это родники. Или, например, вот гора Таганай. Язык сломаешь, да? А это подставка для Луны. Так вот, почему бы нам не написать здесь, допустим, город муравьев и крупными по-башкирски написать Кармаскалы. И так по каждому названию. Юрт или... Прозвучало первый раз, на самом деле, первый раз во всей дискуссии, что самое неожиданное для меня, первый раз прозвучало предположение о том, что изучать башкирский язык насильно или обязательно это время. Конечно. Ну, прошу просто обратить на это внимание, то есть это как точка зрения, это не моя точка зрения, это одна из точек зрения. Теперь можно я скажу причину, потом я... Нет, одну минуту. Вот смотрите, я один из немногих, ну, возможно, здесь еще 2 человека об этом знают, но не знают самой сути, потому что у меня по поводу этой темы был разговор с госсекретарем прямо у него в кабинете. И я вам скажу, назначение башкирского языка в нашей республике — это политическое решение, связанное с дальнейшими темами. Вот, например, что было тогда в кабинете. Я вообще сам по себе, я имперец, вот в чистой воды, то есть я за большую российское государство федеративными договорами, чтобы это была такая огромная империя. Вот от моря до моря, как завещал великий Чингисхан. Не более не менее. Я за то, чтобы в Башкирии изучали башкирский язык, те районы, где Башкирия проживает, обязательно через голосование проголосовали и преподают. Второе — по желанию. Я думаю, что это можно решить. Кстати, если татары желают изучать татарский язык, почему не обратиться в Татар, чтобы они финансировали прямо специально татар здесь? Денег у них больше, чем у нас в разы. Теперь сейчас скажу, в связи с чем связана вот эта вот языковая ситуация. Она была нацелена на развал российского государства, в котором хотели создать башкирское государство, против которого я против полностью. Потому что мы, башкиры, не способны на сегодняшний день создать никакого государства. У нас нет талантливых ученых, у нас нет талантливых образованных педагогов, у нас нет инженеров, у нас нет государственных деятелей, которые мы не можем заниматься финансами. Все, хорошо. Мое мнение, да, я закончу, все, я хочу просто хочу сказать большое спасибо Андрею, да, потому что это действительно такая, мне вот и Ирик тоже предлагал в свое время организовать такую Спасибо. Вы не забывайте, пожалуйста, про наших... Постараюсь на вопрос перевести. Вот сейчас вот молодой человек выступил, это вот как раз, я считаю, выступление всех школьников, кто сейчас уже закончил, но все дети, в том числе мой говорит, меня тошнит от башкирского, хотя я сама частично башкирка, но моего ребенка, он говорит, меня тошнит от башкирского языка. То есть в школе так преподается, что детей тошнит. Именно от уровня, когда с удовольствием слушал, мне прямо так. Да, от уровня, нет, дети, они анализируют, мне нравятся оценки, мне нравится, что их заставляют учить эти слова, они вообще даже выговорить его не могут. От английского языка. От английского тоже маленько, да, и от английского тоже. То есть дело не в языке. Да, здесь дело не в языке. И вот мне кажется, что вот вопрос, не кажется вам, что наша власть просто тратит деньги там на ту же Сирию, еще куда-то, тратит бюджет не совсем эффективно, экономит как раз-таки на сохранении культуры, потому что однозначно, вот все правильно сказали, в других странах уникальны тем, разные культуры, там Индия, это развитие туризма называется, вот туризма. Если бы у нас
нас был развит туризм, у нас прекрасный эпос Урал-Батыр, я сама его тоже изучала. Я даже писала программу по туризму, его можно наложить на всю территорию Башкирии, и люди будут ездить в этих регионах, деревнях, будут показывать культуру, как раз на этом зарабатывать, это рынок натуральный. Они как раз будут заинтересованы в изучении. Не кажется ли, что у нас, вот, чем заставлять изучать в школах башкирский язык, может быть, как-то решать вопрос с нашим руководством и целевую трату бюджета делать на развитие туризма, развитие культуры, на это, может быть, на туризм отдельно деньги выделяются. Что вы имеете в виду насчет решать с нашим руководством? Уточните, пожалуйста. Но я считаю, что вот сейчас то, что мы обсуждаем, это вообще неэффективно. У нас корень проблемы решить в голове. Ну, в голове вообще, действительно, в государстве нашем. Хотите, я скажу, в чем проблема? Да. Вот отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что у нас действительно в республике нашей до того вот уже сложилась такая ситуация, что возможно, это политика Рахимова в свое время была, башкиризация, когда, вот, как говорили, да, возможно, вот эта ненависть к башкирам, она в 80-х годах такого же не было, в 70-х такого не было. Да, это все было нормально с этим. А дело в том, что действительно уже до того въелось в мозг, что вот башкир враг. То есть, соответственно, и язык его враг. То есть, все. То есть, нам не нужно... Вот, яркий пример — это таксист. Таксист, который недавно... Возможно, я утрирую, но это, понимаете, это есть в сознании людей. Это есть в сознании людей о том, что вот перекос был, и как бы оно осталось, и это негативное, понимаете? Не может быть отдельной инфраструктуры изучения башкирского языка и отдельного туризма, не может быть. Нет у нас базы. Для чего вот это башкир? Все можно башкир говорят враг, да? Диана, а кто такие башкиры? Диана, стоп, мы не обсуждаем национальный вопрос. Вопрос. Да, у меня такой вопрос здесь присутствующим. Сначала к ним вопрос. Кто читал, ну, кроме преподавателей башкирского языка, это «Черновики»? Ну, конечно, читали. Кто автор? 4. Мажид Гафури. Хорошо, дальше. Кто читал «Северные Амуры»? Я не читала, я хотела сказать, кроме. Хорошо, и Николай Хаматов. Хорошо, дальше, сейчас я... Башкирские богатырские сказки. Окей, хорошо. Кто читает? «Белая олень на синей горе». Кто читал «Белая олень на синей горе»? Я думаю, что после того, как родители прочитают вместе с детьми Мажид Гафури «Черноликие», «Белая олень на синей горе», Нугуман Мусин, по-моему, да, Нугуман, по-моему. Я думаю, что у них вообще, в принципе, очень все сгладится. Трудно делать с детьми. Да, я понимаю, но тем не менее, да, это завораживает, потому что, ну, это культура. И вот для меня такой вопрос... Вопрос. Да, вопрос. Что можно сделать к обоим сторонам, чтобы с наименьшими потерями или наиболее мягко внедрять культуру, внедрять литературу в нашу повседневную жизнь, потому что действительно есть что внедрять. Вот. И второй вопрос сразу. Нужно сказать, что в принципе я за изучение башкирского языка, может быть, не с такой программой, но за обязательное. Вот. Ну, это лично моя позиция. И второй вопрос. Меня зовут Вера Попова. Руслан, только, пожалуйста, кратко, время заканчивается. Нет, у меня второй вопрос. У меня второй вопрос. Была в Чекмагушах командировка, я очень много ездила по командировкам, я могу сказать, что башкирский язык понадобится в Перми, и в Челябинске, и в Оренбурге, много где. Ну, в общем, я была в Чекмагуше, и ситуация у меня была следующая. Я подхожу к кассе автостанции, прошу у них, ну, естественно, это все происходит на русском языке, я прошу у них дать буфет. Мне не продают, мне отвечают, ну, на татарском, на башкирском, я не знаю, на каком языке, на национальном. В итоге я говорила, действительно была такая история. В общем, мне не продали билет, ушел автобус. Я начинаю дальше с ними пытаться разговаривать, я начинаю плакать, то есть, ну, просто мне не продают билет. Вот, дальше у меня начинается злость, что я начинаю делать? Я начинаю пинать урну, которая стоит, ну, у этой автостанции, передо мной вообще закрывает окошко, то есть со мной не разговаривают. Дело решила просто, я вызвонила своих студентов, потому что, ну, мне нужно было уезжать, среда, рабочий день, вечер, понимаете, что, ну, уже единицы людей на улице, в Уфу никто не едет, и у касс никого нету. У меня такой вопрос, каким образом, да, такие вот настроения отдельных кассиров, да, или отдельных продавцов в магазинах, ну, нивелировать, потому что, ну, я была в полном состоянии тогда. Отвечу сейчас. Да. По культуре, вот как вы говорите, да, обязательно нужно внедрять, и нужно, как вот
вот знаете, вот креативно, действительно, нужно подход, нужно, вот как действительно говорить, как вот до этого говорили из зала, учителей нужно обучать, нужно какую-то конкурсную основу, то есть чтобы действительно преподавание было интересным. Интересным вводить в театры, в те же самые, в музеи, то есть чтобы показывать культуру действительно башкирского народа, где они проживают, чтобы они хотя бы имели мало-мальское представление о том, где они живут и что за народ проживает вообще испокон веков. Это раз. А по поводу вашего второго, такие вещи возникают, знаете, как к чему? Вот когда такие люди, как Галина Лучкина, допустим, везде начинают пропагандировать, что это нам не нужен этот язык, это язык отсталых людей и подобные вот такие высказывания, это вызывает ответную реакцию, агрессию со стороны коренного народа. Соответственно, когда они говорят, что их язык... Стоп. Я предлагаю вот этот частный случай, да? Нет, у меня вопрос, как нивелировать. Как нивелировать? Ну, каким образом эту дикую кассиршу? Плохо. Во-первых, Чебоксарский район действительно там татары, в основном живут татары. Стоп. Вот давайте так. Как? Ну что значит, я помогу Руслану вступлить за него. Что значит, если это невоспитанный человек, если человек без Это шовинизм. что делать? Это шовинизм. На государственном уровне как? Не только от бед, причем здесь бедность вообще абсолютно. Хорошо, можно я пожалуйста? На тот же самый вопрос. На два вопроса. Про внедрение культуры и про... Значит, про внедрение культуры я предлагаю пересмотреть в записи вторую часть моего вступительного слова, потому что ровно об этом я и говорил. Вот каким образом именно снизу внедряется башкирский язык, башкирская культура, что важно не только, что написал какой-то великий поэт 2 века назад, вот, но и то, на каком языке ко мне обращается кассирша, или на каком языке, значит, парень в поэт переходит. Вот, то есть я действительно должен сталкиваться с этой культурой на улицах, в повседневной жизни, чтобы у меня возник стимул с ней знакомиться. Я понимаю, что это нечто значимое. А когда я знаком с этим только в школе и нигде больше, это для меня что-то отвлеченное, как закон Божий. Нет, ты хочешь сказать, что ее мотивировали изучить башкирский вот. язык? А что касается... Так вот, Вера, а что касается второго эпизода, то как раз ты столкнулась с внедрением национальной культуры методом кнута, когда сам к тебе обращается принципиально на языке на некоем национальном, принципиально отказывается обращаться к тебе на русском, вот, и у тебя конфликт. Возможно, ты после этого решишь выучить национальный язык. Но, так вот, как можно нивелировать эту ситуацию? Вообще игнорировать кассиршу и пойти сразу к водителю автобуса. И уехать. Вот вопрос языковой барьер сказала. У меня небольшая реплика, пожалуйста. Я с коллегами в 80-х годах познакомилась чисто случайно с 2 студентками из Германии, которые приехали специально в Башкирию изучать этнографию, изучать культуру Башкирии. И они прожили в башкирской деревне месяца 3 и научились башкирскому языку и свободно общались с моей родственницей. Вот. Я тогда была очень вообще этим поражена. Ну как так, немцы, то есть они настолько, как сказать, любознательны, что ли, настолько трепетно относятся. Может быть, просто они ученые, они же... Нет, девочки, студентки, то есть они, да, они именно студенты, они выбрали вот Башкирию, они выбрали село, они прожили там все лето, они там... А другие девочки поехали в Индонезию? Ну, да, почему вы удивляетесь? Нет, что здесь такого особенного? Нет, подождите, ну дайте я это говорю. Я же про себя говорю, не про девочек. То есть настолько любознательно, что им интересны культуры разных народов, они это собирают. А мы, получается, Ивана и Рокства не помнишь. То есть я не просто говорю, и башкирский, и русский язык страдает. То есть сейчас, как сказать, и русского языка нету, именно истинного русского. То есть мало кто на этом, на себе помнит, вообще говорит. То есть мы живем на земле, не зная ни земли, ни традиции, ни вообще в воздухе висим, если что. Вот. И отсюда вот все наши дурацкие конфликты. То есть мы из истоков не пьем, мы в них гладим. Вот тот же
же Карнашпан, всем все равно, какое предприятие туда ставить, всем все равно, что лес рубят и так далее, и так далее, и так далее. Это же из этого все идет. То есть насколько мы сами же равнодушны. Меня когда эти девушки, я даже думала, что они вообще, как сказать, немки. То есть меня просто разговаривали с родственниками, они по-башкирски, а те пытались по-немецки отвечать, то есть они практиковались в языке вот таким способом. Интересно, я никто не понимал, но они веселились просто невероятно. А разнообразие Сурал-Батыр, даже иностранцы приезжают, он намного содержит больше сюжетов, чем все сказки в мире считается. Именно это Сурал-Батыр. Никто это не знает. В школе это не проходит. Конечно, вот я про это говорю, что мы живем на земле, совершенно не зная о ней ничего. Люди из других стран приезжают изучать, живут. И у нас нет туристической инфраструктуры, чтобы это изучить. Андрей, можно, да? Хорошо, давайте, Руслан. Готовы вам ответить на некоторые интересные. Нет, я вообще хочу сказать, что я как башкирский националист хочу, что нужно делать для того, чтобы башкирский язык... Еще раз, можно начать сначала кнопочку? Со слова я Со слова я. Я как башкирский националист считаю, что хочу предложить то, что нужно делать для того, чтобы башкирский язык не только сохранился, но и развивался как государственный и вообще как язык в данном месте проживания. Нужно открывать больше башкирских детских садов. Вот я столкнулся с такой ситуацией, когда в Шамоне, все знают такую деревню, мы открывали, наша организация Башкорт открывала там садик, группы, мы собирали подписи. Там на тот момент проживало практически 80% населения башкир. 20% других национальностей, там, русских, татар. Эти 20% они такой крик подняли, что вот вы делите детей сразу практически с детства, с малого детства на национальности, национальные группы. И все-таки мы добились того, что башкирские группы были открыты, то есть по 50 на 50%, 8 групп, из них 4 башкирские, 4 русские. Вы знаете, мест не хватает, действительно. И это говорит о том, что вообще на сегодняшний день детских садов очень мало в Уфе. А башкир с каждым разом все растет все больше и больше. И мест, Рустем Закиевич, он вообще он в другом параллельном мире живет. Я просто хочу привести статистику, например, да, что в 2010 году по последней переписи в Уфе проживает 172 тысячи башкир, русских 494. Русских убывает в Уфе, башкир прибывает. Если, например, в 1989 году русского населения, тогда был пик 585 тысяч, то есть как бы, то к 2010 году на 90 тысяч меньше стало. Башкир прибывает, действительно. Это естественная миграция. Да, это естественная миграция. Вот. То есть русские уезжают, башкиры приезжают. То есть, соответственно, там закрывают башкирские детские сады, школы. А здесь, соответственно, вот это вот теряется. Можно я тогда вам задам вопрос? Подождите, что нужно делать? Что нужно делать? Открывать больше детских башкирских садов, потому что действительно они пользуются спросом и места реально не хватает. Отсюда идет коррупция, когда люди платят деньги за то, чтобы только затащить своего ребенка в башкирский детский садик. Нужно открывать больше башкирских школ, гимназий. То есть, когда закрывают там, открывайте здесь, пожалуйста. Они же, башкиры-то никуда не деваются, в город переехали и все. Нужно, я считаю, на законодательном уровне обязать в Башкортостане, чтобы знали 2 государственных языка: врачи, полицейские, сотрудники полиции, все чиновники Республики Башкортостан, социальные работники, которые работают с населением, ну, возможно, МЧС, как бы, да. Вот еще у Алексея. Тогда, чтобы родитель захотел сделать карьеру своему ребенку, он будет заинтересован в том, что... Мотивация. Непростая, но мотивация. У Алексея есть тоже вариант. Надо сказать, у нас сегодня просто идеальные дебаты, мы с уважаемым оппонентом не сошлись вообще ни по одному вопросу. Так вот, значит, нам была рассказана трогательная история про германских студентов, которые приехали изучать дикую Башкирию, потому что у нее страшно интересная культура. И спрашивается, ну вот как же так, почему мы этим делом не интересуемся? Так вот, работающий рецепт, каким образом нужно на это реагировать? Нужно зарабатывать, нужно увеличивать инвестиционную привлекательность Башкирии. Если этому будет мешать Москва, вышвыривать
нахрен Москву, богатеете, и потом ваши студентки поедут в какой-нибудь дикий Эльзас, в какой-нибудь дикий Уэльс и будут изучать тамошнюю, значит, рудиментарную культуру и радоваться, ну наши, это вот сохранились такие островки чего-то свободного. Можно вам вопрос? Конечно. Вот, ваша либеральная партия, да? Вот вы представитель, вы в Госдуме представлены, да? То есть, допустим, вы стали партией большинства в Российской Федерации. Что вы сделаете с национальными языками? Вот ваш вопрос, вот мне вопрос к вам. Что вы сделаете с национальными республиками и с национальными языками? У нас в программе партии отдача максимума полномочий на уровень муниципалитетов и, соответственно, максимальная децентрализация властных полномочий. Соответственно, этот вопрос будет находиться в ведении каждой конкретной семьи и уж точно не подниматься выше уровня муниципалитета. То есть не будет? Нет, этим вопросом будет заниматься муниципалитет. То есть дело... Мы не будем диктовать из Москвы или даже из Уфы, чего вы себя. Как будет? Вот вопрос. Ты сказал, что обязательно должны врачи, там, полицейские, да, например, изучать, ну, башкирский. Но это же опять дискриминация по профессиональной принадлежности. Вот я сегодня врач, я должен обязательно учить башкирский. Завтра я не буду врачом, буду там преподавателем или другую профессию иметь, значит я не буду башкирский. Это решается спокойно. Если вы врач, вы идете на курсы, учите язык, дальше работаете. На курсы это ты сам идешь, а он сейчас... Нет, когда вас пригласят на работу в Италию, а вы скажете, что за дискриминация? Я русский язык хорошо знаю. Вы какой-то итальянском. Это наше государство. Это старое государство тоже. Это субъект. Нет, это государство, согласно Конституции. Подожди, если мне память не изменяет, определением Конституционного суда Российской Федерации, Конституция Республики Башкортостан признана неконституционной. Хорошо, это я могу найти в языках, если надо. Поэтому такого не может быть, мы в одном государстве живем. Вот смотрите, я сижу, слушаю, да, и не могу понять. Я сижу в двух государствах. Простите, у нас одно государство. И государственный язык пока что на этой территории один. Но если мы обсуждаем, нужен ли республиканский язык, это совсем другая формулировка. Поэтому я вот сижу и ничего не понимаю. Каких двух государственных, два государственных? Что, Башкирия уже государство отдельное, что ли? Поэтому смотрите, давайте вот для начала мы изучим, кто мы есть, какой язык, какое государство, чем отличается государство от республики, в государстве находится республика или наоборот, если два государства. Это очень важно для понимания. Но я смотрю опять абсолютная безграмотность юридическая. Ну смотрите, когда мы Вы уважаете Конституцию Российской Федерации? Естественно, так вот в Конституции как раз об этом и сказано. Я была шокирована, когда я изучала, пришла необходимость изучать как раз наше образование, да, Министерство образования тоже не исправляет ошибку, что государственный башкирский язык. Я с ужасом записалась на прием, который ждала 3 месяца, чтобы уточнить то, о чем я сейчас говорю как раз. И он с удивлением, у него открылись такие большие глаза. Подождите, это где написано? И я ему вынуждена была сказать, где это написано. Министр не знает, что вот такие вещи, да, проколы это называются юридические, от которых идет возбуждение, что это не государство, республика Башкирия, понимаете? Можно ответить? А это республика. Можно и ответить? она находится в государстве, где единый язык. И еще есть юридический язык. Спасибо, вы на 3-й раз пошли. Да. Вот, а вы стесняетесь? Представьте, пожалуйста. У меня есть выход, элементарный. Вот смотрите, все рассказывают, все возмущаются, примеры, даже будущее тут хорошо, турист, там все остальное. Но это элементарный вопрос решается. Вот у меня есть решение. Просто надо вспомнить Советский Союз, где, смотрите, было
элементарно про языки, братство народов. Никто ни с кем не ругался. Если вот тут вот было сказано, что один период был там якобы против башкир там чего-то, вот я не помню такого, вообще не помню. Все народы были равны, все уважали, все семьи. Вот у меня лично, да, многонациональные родственники вообще, и башкиры даже есть. У нас никогда не бывает никаких вот таких вот разборок, потому что, смотрите, это зависит, первое, от культуры человека, просто от культуры. Башкир ли он, татарин ли он, узбек ли он, это от культуры зависит. Почему мы здесь сейчас опускаемся до того уровня, если мы решаем такой важный вопрос? Бескультурье. Это элементарное бескультурье. Что такое бескультурье? Это незнание юридических вот таких сторон. Где это воспитывается в семье? Если родители безграмотные, значит и будущее наше будет абсолютно безграмотным, будут войны между башкирами и всеми остальными. Поэтому есть выход. В Советском Союзе было просто. Смотрите, в классе собиралось родительское собрание, где решалось изучение 2 языков. Там не говорилось даже, допустим, государственный, не государственный. Родители, в нашем классе будет изучение 2 языков. Второй момент. Ну, то есть, понимаете, да, если мы будем один класс все-таки формировать, а будем предлагать выбор в этом же классе, и будет видно, сколько человек будет учиться одному языку и будет учиться какому-то другому языку. Это опять-таки вот как раз выбор, который нельзя изучать. Тут не будет никакого насилия, тут обязательно будет преподаватели, да, хоть пусть 2 человека, хоть 1 человек, но класс будет поделен, потому что должен быть выбор. Мы поняли, это уже прозвучало сегодня насчет... Можно ответить, да? Да, можно. Вы уже слышали, вот пожалуйста. Погодите, Руслан, ответьте. Только, пожалуйста, коротко. И задайте все-таки вопрос, а не выступление. Это было выступление. Моя фамилия, я являюсь председателем общественного объединения «Автомир», который занимается проблемами национального образования. Я хочу сказать насчет государства. Вот в Конституции Российской Федерации там прямо написано, что все республики в составе России, это 21, все не являются государствами. И даже в статье 68 там написано, что... Статья 5 Конституции Российской Федерации. Все являются государствами. А насчет решения обязательного или необязательного, так это все законодательные акты должны исходить из Конституции. И все они должны соответствовать. К сожалению, вот у нас федеральный государственный образовательный стандарт, который был введен в учебный процесс в 2012 году, противоречит Конституции. Дело в том, что по этому стандарту такие предметы появились. Родной язык. Родной язык вообще-то не обязательно, понимаете? В Конституции там в законе сказано, что имеет право участвовать. Это связано с преподавателями, это связано с условиями. А вот такие предметы еще ввели. 2 иностранных языка. Смотрите, я удивляюсь. Мы когда учились, в советские годы, я видел, мы один иностранный язык изучали, и то не усваивали, а тем более, что 2 иностранных языка еще изучали. Вы противоречите другим нашим выступающим, которые до 8 языков изучают параллельно. Давайте не будем уходить, пожалуйста, в дискуссию, касающуюся вот конструкции образования. Мы говорим, да, мы говорим как математика, русский язык, поэтому так надо знать. А добровольное изучение это совсем неравноправно ставит как раз. Вот я хочу... Хорошо, спасибо. Я прошу только очень коротко, потому что мы пора... Я 6 лет работала в лицее, да, и обучала на профессию детей, да, ведь? В первый год они учили башкирский язык 70 часов. В конце учебного года, в первый год обучения, они уходили на практику. На второй год они приходили обратно обучаться в октябре. Но они уже приходили, так, в первый год мальчик мне говорит, мой папа мне сказал, что я могу ходить, даже не ходить на башкирский язык, так что я не буду учить. Ладно,
разрешил мне учить башкирский, приходит и говорит: Альфия Мухаммедовна, научи меня ради Бога башкирскому языку. Но во второй год ему оставалось всего лишь 36 лет, 36 уроков за весь год. И он наверстывал упущенное за 36 уроков. Оказывается, когда он пошел на работу, ему нужен был очень сильно нужен был башкирский язык. Можно ответить, да? Я от имени студентов хочу сказать. Почему-то говорят про школы. Я в колледже училась, не башкирском. У меня был башкирский язык раз в неделю 2 года. Русский язык у меня был 1 год. Гуманитарный у меня колледж. Я поступала дальше в университет. Гуманитарный. Требовалось дать русский и литературу. Потом в этом же университете у нас был башкирский в 1 году, а русского не было. Просто мне башкирский не нужен по профессии. Как бы это можно как факультатив. Он был у меня в школе. Там тоже я ничего не помню, потому что там плохо обучали, это уже другая тема. А нужен ли он в колледжах и университетах, которые не имеют отношения к языковым профессиям? Хорошо, вот коротко, пожалуйста, Руслан и Алексей на этот вопрос ответьте. Вот это развитие тем. Школу закончили, колледжи, вузы и так далее. Нужно обязательно изучать? Я считаю, что нет. Достаточно школы. Может быть, перенести качество в школу, чем... Да, именно. Алексей, И вот, подождите, я хочу ответить, вот женщина выступала по поводу, если она, как говорит, только давайте про государственное устройство Российской Федерации. Уважает, если Конституцию, то она абсолютно, получается, не знакома, я же говорю, со статьями. Нет, просто она в открытую как бы обвинила башкир, да, практически. И по поводу, как говорите, раньше все же как все равноправны были. Вот, ну возьмите евреи. Это был не вопрос. Это было выступление. Алексей, сказать человеку выступление, которое... Я понимаю, что Алексей, ваш по поводу высших... Впервые мы наконец-то хоть в чем-то сошлись. Ну, разумеется, в вузах тоже обязательное изучение какого бы то ни было языка не нужно, если только человек не поступил конкретно изучать этот язык. Ну, это понятно. Ренат, ваш вопрос только я постараюсь очень коротко. Еще раз представлю, меня зовут Ренат Баев. Я поддерживаю ту тенденцию, которую молодой человек вот, с длинными волосами. Нам действительно, нам, башкирам, нужно восстановить те мероприятия, которые мы делали. Это Урал, Яшмик-шоу, не башкирской молодежи, где проводится очень много разных творческих фестивалей именно на башкирском языке. И мы знакомимся с башкирской культурой, в том числе и современной эстрады, там, и с музыкальной культурой. Но не в этом вопрос. Вот смотрите, решение о том, что мы должны говорить на башкирском языке, принималось авторитарно. Вот представьте себе, 20 лет тому назад Муртаза Губайдулович, уважаемый Муртаза Губайдулович, решил вдруг, что все должны говорить по-башкирски. Сказал об этом своим депутатам, своей группе депутатов, и даже смотрим, кто не поддержит его. Вот я просто засомневаюсь, что его кто-то не поддержит. Естественно, они приняли этот закон. Теперь все валят на Хамитова. Но давайте так, вот Хамитову нужно развивать то, что были, когда-то этот фундамент был заложен на сегодняшний день. Так у меня вопрос. А вот сами депутаты, которые у нас находятся в Курултае, они на башкирском говорят, пишут и сдают законы. Вот Толкачев, например. Я же только что сказал, что нужно обязать всех чиновников знать гражданам организовать и написать большую петицию, подписать там миллионным городом. Я думаю, что это можно сделать. Президент должен говорить на башкирском языке, а депутаты, которые принимают это, и президент тоже должен. Не может говорить на башкирском и писать. Тогда что он там если он руководит этой республикой, что использование башкирского языка Рустемом Хамитовым, оно где-то в районе 5-7%. Вот, это состав его речей, обращений и вещей. То есть, действительно, Ренат, спасибо. Значит, по Хамитову просто речь. Ренат, вот я еще раз объясняю. Вы на интеллигента Хамитова особо не возлагаете никаких условий. Спасибо. Я сейчас объясню. Хамитов в Башкирии функция. Эту функцию сюда внес Муртаза Губайдулович Рахимов с расчетом от того, что он будет потом диктовать, а тот будет делать.
все Спасибо. наши темы. Спасибо. Значит, у нас время подошло к концу, мы даже уже перешли черту некую. Давайте подведем итоги. Значит, вот я подведу итог со своей стороны в таком плане, что вот сегодняшняя дискуссия получилась очень хорошей. Потому что, во-первых, мы нашли даже не две точки зрения, на мой взгляд. Значит, это очень полезно, да? Во-вторых, мы все-таки двух противоборствующих, значит, ораторов свели вместе, и они друг друга увидели, что-то сказали, возможно, что-то подчеркнули. Высказались обширно на разные темы, да? И так далее. Мы, по-моему, коллективно, если я не прав, поправьте меня, пришли к единому мнению о том, что уровень обеспечения вот этой задачи, которая называется изучение башкирского языка со стороны органов госвласти нашей, очень низкий. Значит, есть проблемы и с учебниками, есть проблемы и с учебными планами, насколько я понимаю, и еще есть там какие-то проблемы. Непонятно, зачем изучение в высших учебных заведениях, там совершенно по упрощенной программе и так далее. Вот. Но мы на самом деле не сделали самого важного, мы не нашли пути, по которому мы вот это, то, что мы сегодня здесь обсудили, даже, может быть, что-то там решили или поняли, пути этого воплощения в реальность. Да? То есть, кто нас услышит, это все поймет там и хоть на какой-то процент реализует. Вот этого мы не нашли, к сожалению. Круглый стол организовать, дискуссию. Да, круглый стол и пригласить на него представителей. Что-то мне подсказывает, что они как бы воздерживаются от участия в этом. На будущее пожелание, пока не забыл, это чтобы у нас статьи Конституции и законы. Вот я согласен. Как вы сразу представьте сразу? Значит, вот действительно, тут вот возник такой немножко конфликт на уровне юридических понятий. Я думаю, что в следующий раз, если мы у кого-то будем обсуждать подобные сложности вопроса, наверное, мы пригласим просто юриста для, так сказать, сопровождения процесса, да, то есть посвященного. Компетентного. Вот. Но на этом я предлагаю завершать активную фазу. Да? Спасибо большое. Действительно очень интересная дискуссия была. Спасибо. Вдруг кто-нибудь нас где-нибудь услышит, да? Через какие-нибудь устройства. Спасибо. Вот уже за рамками нашего сегодня я вопрос. Я как раз преподаю устройство государства о вреде школы, неточные выражения. Отдельно вот это разделить. Записать это же понятно, неохота. Но вот такие личности, конечно, все народности, не наши, не национальные, даже слово национальность мы не должны употреблять. Вы об этом знаете? Вот. Да. Поэтому, смотрите, нам нужно не разъединяться, что пытается министерство даже образования, кстати, а мы сейчас с вами должны решить, вот касательно, мы должны решить часы школы, да? Вот вы сегодня четко сформулируете, что достаточно в школе, да? Можно достаточно на уровне республики, да? Но это будет чисто, знаете, корпоративная работа по часам, по бюджетам. Если государственные язык, государственный, да, из бюджета должны финансировать русский. А если мы примем решение, что республиканский язык, то здесь очень нужно сами решить. Допустим, смотрите, всего 3% на русский язык идет, это очень мало. Но сейчас мы не об этом, да? А смотрите, если мы решим, что нам нужно даже не 15, за границей, да, в нормальных развитых странах, да, до 30% бюджета субъекта, то есть республики. Вы представляете, вам какая помощь? Именно вам, в смысле, вот того, кого вы отставите. А потом государственный. Вот видите, мы даже с вами не в Конституции написано, что республика имеет право устанавливать государственные языки, потому что они являются государством в составе Российской Федерации.
федерация, у нас федерация, понимаете? Я понимаю. Но, соответственно, у нас государственный язык, башкирский государственный, такой же равноправный. Вот когда мы станем, мы пока что республика, или я что-то не понимаю. Республика в скобках государство. Так и прописано. В скобках это государство российское. Вот даже здесь. Я сейчас об этом говорю. Но государство они дома досматривают. Потом дают им ссылки. Они дома это досматривают все так же. А документы находятся на руках учителей. Например, мне вот эти вот учебники тоже, если они не нравятся, я создаю свою методику, и по своей методике я выдаю детям. Поэтому дети, они вот меня ждут практически. Родители от учителя зависят. И очень плохо то, что вот министерство не обращает внимания вот на это. Но это касается не только башкирских, И очень, вот сейчас я считаю, что вот вопрос башкирского языка, он не просто так, возник не просто так. Скорее всего, имеет вот такой вот политический какой-то вот выход. Где-то что-то говорится, а мы этого не знаем, и мы не можем защищать, поскольку очень сильно заняты башкирским языком. Это вот мое личное мнение. Почему вы решили, что вы дали мне слово зря? Что это ошибка? Нет, они претензии мне выдвинули, я потому искренне извиняюсь, они же главные гости. Если дали высказаться всем, причем тут гости и не главные, и главные. Я хотел вопросы слышать, да, вопросы. Да, я задала вопрос, я поняла, вот не хочешь соглашаться, не надо. Это Заня пишет. Нет, когда я вас слушаю, я сильно слушаю и сильно человек, сильно вижу. Я сейчас последний разговор. Да.